кто случайно не знает, эта библиотека Брянская областная очень сильна в отношении исследований и как раз очень плотной работы по краеведению с сельскими, с небольшими библиотеками. Есть чему поучиться совершенно точно. Светлана Ивановна, пожалуйста. Спасибо. Так, только нажать надо. Да, вот. Вы Да. нажали, слышно Да. так, коллеги? Да, слышно, зал небольшой. В принципе, а вот ходит, наверное, как чтобы была презентация видна. Ну, пока я начинаю говорить, конечно, я первый раз у вас выступаю, Надежда Михайловна, такие высокие требования. Если вдруг не уложусь в регламент, прерывайте, я постараюсь все сократить. Первый раз у вас выступаю, хотя мы очень давно знакомы. Тогда не буду, как вы сказали, вступительных слов, не буду подробно говорить о стратегии, сегодня упоминалось о ней, и там разные позиции указаны, разные разделы. Меня как методиста, конечно, порадовало то, что там уделено большое внимание методической работе. И в нашей области, в соответствии с региональным законом о библиотечном деле, статья 10, пункт 6, а я вот без презентации, мы скинули как-то... А там сейчас все сделают. Областная библиотека является координационным, научно-методическим, научно-исследовательским центром по организации библиотечного обслуживания. И эта функция у нас сохранена, и несмотря на все перипетии, даже смены строя. Областная библиотека, как методический центр, она у нас... Вы будете сами листать, да? Вот я тут как-то немножечко... Как, вам, может быть, дать эту пультик? Сейчас, Светлана Ивановна, вам сейчас пультик дадут? Конечно, да. Вам удобнее. Все равно нужно познакомить. Областная библиотека у нас одно юридическое лицо, но объединяет 3 сетевых единицы. Областная научная, областная детская библиотека и специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Правую. Вот туда можно, туда. Ну, правильно. Нет, все правильно. На ту кнопочку, на другую. Что-то мы вдвоем. Нет, сейчас подойдет. Да. Итак, мы методисты, мы не утратили свое значение, у нас очень тесная связь с районами, и 3 областных библиотеки осуществляют связь для 555 муниципальных библиотек. То есть у нас вот такая ситуация. В сельской местности находится 82% библиотек. В принципе, этот процент, он по всем регионам одинаковый. Хотя в стратегии, не могу на это не обратить внимание, почему-то зафиксировано 70%. Но я еще являюсь председателем секции сельских библиотек. Эту цифру, в принципе, я отслеживаю, но это, наверное, это не имеет такого большого значения. Но сельские библиотеки – это самый такой многочисленный сегмент в библиотечном деле. И не могу не сказать, что проблемой для нашей области является, тоже буду говорить и для всех, наверное, это неполный рабочий день. Вот по итогам прошлого года 84% сельских библиотек работают неполный рабочий день. Конечно, это беда, как можем с этим боремся, но пока победа не за нами. И сельским библиотекам, как я уже сказала, у нас традиционно это приоритет, уделяется очень большое внимание. И исследовательская деятельность библиотек является необходимой частью методической, научной и практической деятельности. В области постоянно ведется работа по изучению читателя, чтения, истории библиотек. Можно даже честно сказать, что мы это настойчиво привлекаем сельские библиотеки к исследовательской работе, что способствует и повышению профессионального уровня, и расширяет кругозор, и, конечно, повышает социальный статус библиотеки. И обобщение собранного материала позволяет создавать уникальные информационные ресурсы, которые становятся частью общего регионального информационного контента. Вот несколько примеров. Это наша с тобой биография. Собран уникальный фотографический, информационный, библиографический и предметный материал о развитии Брянской области за 70 лет ее существования. Это было 5 лет назад, но, несмотря на это, были созданы хроники даты событий в развитии каждого муниципального района. Очень большая работа была проведена. Было в 2014 году, все
все библиотеки провели работу по выявлению сведений, дат, событий, связанных с историей своего населенного пункта и библиотеки. Систематизировали материал и дали ему библиографическое сопровождение. Ну и важный итог этого мероприятия стало вовлечение сельских библиотек в масштабный областной проект. И надо сказать, что время прошло, ресурс пополняется и очень востребован и населением, и даже властью. И библиотекари работали с огромным количеством и многообразием фактического материала, архивными документами, газетными публикациями, летописи населенных пунктов, которые у нас все сельские библиотеки ведут, с личными воспоминаниями. Вот я на нем не буду, мы очень много с ним работали, и проект, на котором я чуть позже остановлюсь, дал нам возможность еще провести одно исследование. Честно скажу, это даже результаты внедрения и эффект, который произвела эта работа, она даже, честно, превзошла ожидания, которые мы изначально планировали. Еще два слова скажу просто, что читает сельское население Брянской области и как оно относится к книге. В этом исследовании применялся прием исторической реконструкции, в частности, использование целей и методов исследования, проводимого статистическим отделением Орловской губернской управы в начале 20 века, 1900 и 1901 год. Полученные результаты позволили зафиксировать уровень книжной культуры и отношения сельского населения к чтению книги в настоящее время. Но понятно, может быть, что не Брянская область учить, потому что после Великой Отечественной войны мы стали областным городом, а до этого мы были уездным городом. И то, на чем я хочу остановиться, это вот оригинал. Не могу, я что-то силу мне, что ли, не хватает. Все правильно. Нет, это не то. Вот, это текст исследования, о которых я говорила. Теперь следующее. Можно? Ой. Ничего страшного. Назад. Вот. Нет. Вы уже переплыли. Да, нет. Ну вот исследование, о котором Брянское село. История колхозного и совхозного движения. Это проведено в 2019 году с целью сбора, обобщения и представления информации об истории образования и развития колхозов и совхозов на Брянщине. История колхозного движения является частью общей истории сельского хозяйства страны. Для нашей области это актуально, потому что область имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. К сожалению, с изменением социально-политических условий богатейший материал по истории колхозов о лучших передовых хозяйствах, достижениях колхозников утрачивается. И, как я уже сказала, что опыт проекта «Это наша с тобой биография» вот способствовал тому, что вот выбрали такую тему. Здесь видно на слайде объект исследования, это история развития колхозного движения на Брянщине, а предметом исследования это литература, публикации, исторические архивные документы, рассказы старожилов, колхозников о возникновении колхозов в селах. Задачи, которые мы поставили, выявить достоверные источники, материалы об истории создания колхозов, найти людей, помнящих времена возникновения колхозов или слышавших рассказы других, собрать сведения о ветеранах труда и передовиках производства, определить преемственность хозяйства, независимо от смены названия, и подготовить библиографические, биобиблиографические информационные издания, отражающие историю колхозного движения на Брянщине. Методы исследования. Наверное, вы видите на слайде, а то я боюсь, что да, я есть, все не видно. успею в отложенное мне время. Исследование проводилось в 20 муниципальных районах, населенных пунктах области, относящихся к сельским поселениям. Была, естественно, создана рабочая группа под руководством заместителя директора по научной и методической работе, разработана программа и инструментарий исследования. Были проведены семинары для межпоселенческих библиотек и для сельских библиотек, чтобы мы уже все шли в одну ногу и проводили исследования. Сельские библиотекари выявляли источники, анализировали фонды, проводили анкетирование и опрос, собирали эмпирические сведения.
В исследовании приняло участие 85,5% сельских библиотек от общего количества. Проведено анкетирование 2628 сельских жителей и выборочный опрос 830 ветеранов. В ходе проведенной работы выявлено 7000, назвать такие цифры, 185 источников и 6218 библиографических записей по истории колхозного и совхозного движения. Почему я все-таки останавливаюсь на таких цифрах? Это проведена была большая работа, несмотря на то, что сельская библиотека работает не полный рабочий день, и сейчас, как вы видите, увеличилась нагрузка, и какой спрос с любой библиотеки, начиная от республиканской, областной и сельской библиотеки, потому вы нашу теперешнюю работу знаете, от нее мы никуда не можем деться. В рамках исследования изучались следующие источники: краеведческие фонды, картотеки, архивные документы, летописи сел, хроники, даты событий, о которых, если вы помните, я говорила. Просмотрели, изучили папки, накопители, альбомы, в которых хранятся, опять же, газетные вырезки, рукописные материалы из семейных архивов, биографии земляков, фотодокументов. Так, здесь мы сокращаем, прямо как здесь была рыба. Так, во всех библиотеках ведутся краеведческие картотеки, заодно мы выяснили, все ли библиотеки ведут. В среднем количество записей, выявленных в краеведческих картотеках, составляет 253. Это тоже для нас было важно, вот как для методического центра. Информацию об истории сельского хозяйства содержат архивные материалы. В основном это архивы сельских администраций поселений, архив Брянской области, архивы муниципальных районов. Очень помогли архивы районных газет. Здесь вот просто несколько цифр. Хотя архивными документами пользовались 8 библиотек. Сохранилось много материала, касающихся послевоенного устройства. Ну, конечно, когда была создана область, этот период больше освещен, потому что тогда все-таки мы входили не только в Орловскую область, но и в Смоленскую область, наши соседи, а до этого мы входили в Черниговскую область, теперь это вообще другое государство. Но это к теме не относится, но все равно скажу, мы в свое время входили в состав Черниговской области, губернии. И когда вот наступила вот эта ситуация, тем более у нас межкультурная такая все-таки девиз звучит, и по нашим данным, архивы в Чернигове, которые касались Брянской области, были сожжены специально. И то, что мы не успели, когда нам было некогда, думали потом, или другая тематика, то сейчас это 99%, что те районы, которые входили в Черниговскую область, это просто утрачено навсегда, их просто сожгли. Но это не относится к теме выступления. Поэтому работали районы с архивами, то, что выясняли, какие были документы, где-то только о зарплате нашли сведения, где-то только были материалы, когда пошло признание банкротства. Вот, например, на район Погарский у нас в результате районная библиотека этого исследования пополнилась 14 историческими справками. Мы считаем, что это достижение. Личные коллекции были выявлены только в 6 районах из 27. Это тоже очень уникальный материал. Предоставили иногда сами работники, а часть дети предоставили, а другие уже были в сельских библиотеках и домах культуры, потому что возраст уже люди умирают, и некоторые уже раньше передавали в библиотеку или в дом культуры вот такие личные архивы. Надо сказать, что количество анкет на каждую сельскую библиотеку рассчитывался согласно методическим рекомендациям, в зависимости от ставки. 5 анкет получили те, кто работает на 0,5 и на 0,25, 8 кто на 0,75 и 10 анкет, кто работал на полную ставку. В анкетировании приняли участие, очень я увлеклась, в анкетировании приняли участие люди разных профессий, образования, сельского хозяйства, работники культуры, учащиеся, рабочие и безработные. 93% опрошенных уже в селе знают, что существовали колхозы. Уже 7%, а это молодые люди, они даже не знают, не ответили на этот вопрос. А нам казалось, что это вот было только вчера. 78 участников анкетирования назвали известных передовиков.
43% участников знают, когда были организованы колхозы, но были и такие, где-то после революции. Ну вот такие были ответы. Конечно, это было очень интересно читать эти ответы. Еще вот на вопрос, продолжают ли работу колхозы там, или совхозы, некоторые называют неточные приблизительные данные. Надо сказать, что очень, казалось, совсем недавно все это было, уже люди путают, что такое колхоз, что такое совхоз, если учесть, что это все-таки сельское население. Но приведу еще несколько цифр. 94% считают, что колхозы принесли пользу, 6% считают, что это колхозы принесли только вред. 95 опрошенных считают, что нужно сохранить историю колхозного движения. Важно очень сохранять историю колхозного их населенного пункта. Здесь были такие высказывания. Вот опрос ветеранов, просто скажу, что старшее поколение, все говорили, что это нужно сделать, такое было провести, намного раньше. И обязательно нужно сохранить историю колхозного движения для будущих поколений. Колхозное прошлое было временем труда и надежд. Ну, если говорить по признаку женщин и мужчин, 70% женщин участвовало, 30% мужчин. Старше 55 лет, от 55 лет 59%, до 17 лет даже были такие 5%, ну и вот так это распределилось, от 25 до 55 29%. Ну, в принципе, это средний процент, как обычно мы проходим на исследовании. Важным источником пополнения сведений об истории колхозов на территории районов стали воспоминания старейших жителей и ветеранов колхозного движения. Конечно, было очень приятно, и несмотря на возраст, а это от 70 до 90 лет, они все помнят и очень охотно рассказывают и делятся своими воспоминаниями и теми материалами, которые у них были. Очень многие отмечают положительные стороны колхозного строя, постоянное место работы, стремление лучше работать, оптимизм, выручка. И, в принципе, это молодость людей, которые все время там жили. Но очень многие отмечают стабильность, что из села никто не уезжал, и была работа, и если было более-менее богатое хозяйство, то строили и школы, и дороги, и даже я вот знаю, если у нас там есть наши местные художники, даже колхоз, если мог, я такое не приглашали для профессиональных художников, а их тогда было очень мало. Здесь я не буду, наверное, зачитывать, я боюсь, что, наверное, время перебрала. Да. Вот. Есть просто личные воспоминания, личные архивы, но все равно я хочу сказать, что результаты какие? Данное исследование помогло выявить интересные факты, узнать, как появился тот колхоз или совхоз. Были собраны сведения о колхозах и совхозах. По результатам проведенного исследования «Брянское село. История колхозного и совхозного движения» библиотекарями Крыльдянского района уже были подготовлены информационные дайджесты. Была размещена информация на сайтах и аккаунтах библиотек в соцсетях. Например, сельская библиотека Красногорского района, она у нас очень активна, она, подводя итоги, решила подготовить исследовательскую работу. Живет колхоз, живет село и люди. Важное место в продвижении краеведческого материала, в том числе и по теме исследований, имеет печатная продукция, листовки, программы, афиши. Это тоже было подготовлено. Например, что читать о таком-то селе, дорогие мои земляки, о жителях села, участниках выставки, например, достижения народного хозяйства в Москве. Это очень ценный материал. Там такой-то населенный пункт, мой край родной, от тружеников ферм и полей, на основе вот интервью со старожилами.
Информация это уже активно, так как это 19-й год, используется при проведении массовых мероприятий, оформлении выставок и в информационной работе. Как я уже сказала, это был 19-й год, а 20-й год наступила пандемия. И уже даже какие-то результаты были представлены в онлайн-формате, потому что люди хотели поделиться. А когда было очень трудно, тогда трудно, люди вообще хотели в библиотеку, хотели внимания, то есть вот уже материалы появились даже онлайн. Но то, что оформляется стендовая информация по результатам материалов, и это понятно. И что это важно, что исследование привлекает внимание подрастающего поколения к историко-культурному и трудовому нашему наследию. Особенно вот используется в материалах для школьников. Также была очень собрана большая информация о наградах, грамотах и медалях тружеников сельского хозяйства. Это тоже отдельная страница. И итогами исследования станут формирование новых краеведческих информационных ресурсов и пропаганда краеведческих знаний, изучение истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска и дополнение летописей сел и деревень, выпуск рекламной издательской продукции и опубликование краеведческих материалов, подготовленных библиотекарями в местной печати. Еще мне кажется, что вот проводя эти исследования, имеете результаты, и я, Надежда Михайловна, позволю себе сказать на два ваших вопроса, которые вы задавали. Может ли активно жить в сети сельская библиотека, кому и чем она интересна, и нужно ли в библиотеке уходить в сеть вслед за своими местными краеведческими изданиями. Я думаю, что вот мы таким исследованием ответили да. Извините, что задержала. На такие доклады надо планировать. Потому как ура! Я не знаю, коллеги, я думаю, что вы сейчас зададите вопросы. Да, доклад-то потрясающий был. Давайте, кто вопросы, реплики, оценки, мнения, возражения? Вперед. Не страшно. Ну, на мой взгляд, работа, конечно, глобальная, потому что поднять вот такие архивы и обработать столько материалов, я думаю, что это достойно уважения, да? Вот, и с учетом того, что часть архива была утеряна, и несмотря на это, вы обратились к другим источникам. Вот, это просто восхитительно. Но я вот аналогов в России не знаю, у меня склероза пока нет. Работы в России такого масштаба, вот такой вот, чтобы в таком количестве в ней участвовали небольшие библиотеки, не видела никогда за много лет работы. И вот тогда вопросов у меня, например, сходу два. Скажите, пожалуйста, как удалось организационно это сделать? Вот как вы их всех поставили под ружье? У них масса своих администраций, директоров. Как? Нет, да. Сейчас я скажу. Может быть, я вначале не четко сказала, пока еще тут настраивали. Мы роль методическую не утратили. Даже когда вот началась так называемая демократия, у нас не называется научно-методический отдел, мы никакие маркетинги никуда не переименовывали, и у нас все равно сохранилась эта связь. То есть у нас еще, сейчас она экспертно-диагностическая, но у нас еще она такая традиционная, можно где-то сказать, контролирующая, и у нас постоянная тесная связь этого материала. У нас все библиотеки объединены в ЦБС, поэтому я вот говорю, мы проводим постоянные мероприятия, и так как я сказала, были проведены семинары. Центральной библиотеки мы пригласили к нам в область, они уже транслировали. То есть двухэтажная? Да, у себя на селе. Если кто-то хотел, мы еще приезжали в район и подробно учили, составляли. Большая работа была проделана, когда мы сделали это наша с тобой биография. Тогда мы работали, и я говорю, это был такой эффект, потому что это, вот 70 лет, это 50-е, 60-е годы. И народ уже на селе, в принципе, был готов, потому что обратились к каждому. Не что-то там заоблачно, а как жили люди, 70-е годы. То есть, какая была история, что пили, что ели, что там выращивали. И вот уже когда появился материал, потом, знаете еще, почему? Уже нет колхозов и совхозов,
богатейшие материалы, богатейший архив, это все выкидывалось. И кто? Вот библиотека и Дома культуры это собирали. Он лежит, его же нужно как-то подать, показать, не просто полистали, а чтобы это сделать общим достоянием. Потом стали появляться некоторые запросы, вот как там в колхозе какие-то справки. И вот решили объединить, но это очень важно. У нас сельскохозяйственная область, и это вот для нас эта тема актуальна. Поэтому мы спросили, ну и был спрос. Ну такой же, что прямо закидали нас справками по истории колхоза и совхозов нет. Но спрос в принципе был. Еще вопросы, коллеги? Простите, а у вас-то по какой причине тоже с сокращенными графиками работают? Библиотеки. По какой причине? По причине оптимизации И население тоже сильно уменьшилось? Нет, население, конечно, уменьшается. У нас очень уменьшается, все уезжают в город. У нас есть библиотеки, где и 300 жителей, в смысле в зоне обслуживания 300 жителей, и мы их не закрываем, но главная причина – это оптимизация бюджетных средств. Поэтому если где-то остаются библиотеки, и когда вот сейчас, если вы смотрели РБА, приняты новые нормативы, рекомендации, на РБА приняты нормативы размещения сети. Вот. И мы, когда писали, мы говорили, что для средней сельской библиотеки 300-500 жителей, ну я не знаю, я говорю по своему региону, это нормально. Не живет у нас мало сел, где живут по 1000 людей. Мы из своей области. Вот, я знаю, такая ситуация в Орловской области, в Смоленской. Ну вот там, может быть, у вас другая ситуация, но у нас с этим делом и сокращают, понимаете? А вот 0,25 еще такая тенденция есть. И сами главы сельских администраций не хотят сокращать, они используют на разных видах работ, которые не относятся к библиотечным. Ну, что? Потому что, знаете, кто будет убирать территорию, кто будет переписывать и так далее и тому подобное. Светлана Ивановна, еще вопрос, если позволите. Вот библиотеки набрали очень много материалов, уникальных. Как у них это все хранится? Поставлена ли у них нормальная организация архивных фондов в библиотеках? Если они хранят у себя, да, или они передают в свои... То есть где это хранится? Где, по каким правилам? С этим у нас другие. Пока хранится часть у них, какой-то материал передается в центральную библиотеку. Это перед нами стоит задача это упорядочить. Это мы решаем с клиентами, под руководством нашего заместителя директора. Это, конечно... Значит, срочно нужно делать архивные фонды, срочно оформлять, потому что в любой момент это может пропасть. В любой момент это может пропасть. Мы знаем эту проблему. И если я ничего не путаю, то уже вот сейчас, 28 июня, пройдет семинар по именно тему учету вот краеведческого фонда, да, и материалов. Это, ну, над этой проблемой мы работаем. Значит, коллеги, внимание всем. Собрать огромная работа, но учтите, оформлять сразу в архив нужно сразу. Знаете почему? Когда вы у человека принимаете документы, вот сейчас, да, вы для того, чтобы правильно их архивно оформить, там нет ничего страшного абсолютно, вы должны его сейчас порасспрашивать. Да, вот когда он документ этот передает вам, да, сейчас надо его расспрашивать, чтобы занести это в документы архивного хранения. Откуда этот документ, а как он бытовал в семье, а кому он принадлежал, а про что здесь говорится, а что человек знает, скажем, про эти письма или про их содержание, да? То есть вот это надо спрашивать сразу, потому что иначе потери в качестве этого архива у вас будут очень большие. Вы взяли, вы решили, что вот вы закончится исследование, и вы потом как раз вот все сядете и оформите. А потом этот человек умер, а у этого приступ склероза, а этот переехал. И у вас остаются сироты, а не документы. Значит, поэтому вот этот вопрос надо решать на входе сразу. Вот. Это просто это вот предупреждение, значит, это не страшно, не больно, не трудно. Я уверена, что Брянск сделает это по высшему разряду, как всегда. Да. Но это надо делать. А у меня сразу две просьбы. Значит, скажите, пожалуйста, учитывая высокий уровень вашей работы, готовы ли вы опубликовать всю методику этого исследования, то есть программы исследования, формы анкет, я не знаю, ну все. Готовы предоставить для публикации? Для всех, чтобы вот все, кто сидит здесь... Я думаю, 99,9, да.
что да, я все-таки сказала, что руководитель, заместитель Да, директора. поговорите. Я думаю, что она будет очень даже рада. Вы знаете нашу Ольгу Юрьевну Да. Куликову, она всегда делится. Я думаю, это прямо ей связаться, единственное сразу вопрос. Мы беремся, да, мы беремся публиковать, чтобы это каждый мог, не изобретая велосипед. Да? И второе, вы провели огромную исследовательскую работу, без дураков исследовательскую. Если кто сомневается в том, что библиотека может проводить исследовательскую работу, вот вам. Значит, мне кажется, что надо сделать то, что уже делают наши братья по разуму в Якутии. Коллективная монография. Коллективная монография. Еще раз, коллективная монография на эту тему. Все, что вы набрали, все, что вы фактически обработали. Вы поняли, что мы видим обработанные материалы? Все это опубликовать со всеми приложениями, как научную работу. Якуты не тормозят, они это делают. Провели Усть-Алданский улус исследование по сельскому хозяйству своего улуса, района, да? Опубликовали. Монография получила одно из мест, по-моему, 3 в нашем конкурсе «Авторский знак». Да? Это я передам. Да. За это я вам говорю 99,9 по первому. По второму. Монографию Да, пишите. Да. Монографию пишите. Не статью, а монографию. Есть еще вопросы к Светлане Ивановне? А? Спасибо. Спасибо огромное. Высший класс. Да? Что вы? Это мы так планируем. Так, коллеги, следующий вопрос. Да, у нас такие правила смешные у всех. Если кто-то в процессе жизни вспомнит, что он еще не спросил у Светланы Ивановны, да, Конечно. то в любой момент можно сказать. Вот склероз кончился, вспомнил, что хотел спросить. Сегодня и завтра. Итак, следующий. Любовь Алексеевна Крюкова, Новотарьяльская межпоселенческая центральная библиотека Республики Марий-Эл, заместитель директора по библиотечной работе. Краеведческая деятельность, новые задачи и новые возможности. Где у нас докладчик? Ура! А вот давайте, вот, да, вот микрофон. Или хотите вот сюда, здесь он прямо стоит. Идите сюда. И пультик вам. Ой, и можно сказать, трибуна. Да, Светлана Ивановна, респект. Всем добрый день. Масштабы у нас, конечно, намного меньше, чем в Брянской области. Молодцы. Хоть собрать пример. Но краеведческая работа – это важнейшее направление большинства библиотек. Она очень значимая и, самое главное, востребована. Библиотеки наряду с музеями являются собирателями, хранителями истории. Мы та инстанция, где источник информации поможет вернуть время и память, найти то, что уже не мечтал найти, позволяет прикоснуться душой к делам своих предков. Как бы немножко продолжение вашего выступления получается. Можно поставить видео небольшое, какая стала наша библиотека после модернизации. В 2019 году Новотарьяльская центральная библиотека вошла в число победителей в национальном проекте «Культура» по созданию модельных библиотек. 2020 год стал годом реализации этого проекта. В начале октября этого же года проект успешно реализовался, завершили все работы, поставлены новые книжки на новые стеллажи. Это первая библиотека в Республике Марий-Эл, которая модернизирована в рамках национального проекта «Культура». Жители поселка получили совершенно новую библиотеку, отличную от той, которая, конечно же, останется в памяти читателей как любимая библиотека с ее приятными интерьерами и самыми лучшими библиотеками в мире. Но когда жители поселка и района увидели результат преобразования, это был культурный шок для всех. Стало более просторно, видимо, как будто бы в ней стало больше воздуха, в котором витало присутствие открытий, событий, неожиданных встреч. Дизайнерское решение также много приятно удивило. Реализация проекта вывела Новотарьяльскую библиотеку на новый уровень. Модернизированная библиотека превратилась в многофункциональный социокультурный центр с большим количеством компьютерной техники и периферии. Новая библиотека, новые возможности, и эти возможности необходимо преобразовать в дела. Как и раньше, читатель-пользователь приходит сегодня в библиотеку не только за книгой, но и за общением, интеллектуальным досугом и информацией. Сегодня библиотека – это открытая площадка для встреч, дискуссий, место реализации своих способностей и талантов.
Мы действительно хотим вдохновлять наших читателей, вызывать интерес, стимулировать их интеллектуальную активность, притягивать нестандартными решениями. Это у нас, кажется, получается. Читатель и библиотекарь все чаще становятся партнерами, соучастниками новых библиотечных проектов. И это очень важно в части формирования положительного имиджа и усиления роли библиотеки в местном сообществе. О нескольких проектах хотелось бы рассказать, которые уже реализованы и востребованы населением. Но начну, пожалуй, с истории. Касаемся истории сегодня. Для меня ясно одно. Главные участники истории – это люди и время. Не забывать время – это значит не забывать людей. Не забывать людей – это значит не забывать время. Это слова Юрия Бондарева стали путеводными в поисковой работе Центральной библиотеки. Сохранить в памяти страницы истории своей малой родины, имена героев войны и труда, пробудить интерес у молодого поколения к прошлому своей страны, края – это цели, которые мы ставили перед собой. Итог нашей поисковой работы – 5 рукописных книг, полные тексты которых вы можете найти на нашем библиотечном сайте. Вот один из таких рукописных книг я привезла с собой. В каком виде они сделаны. Их у нас таких 5 книг. Мы обратились к старожилам поселка поделиться с нами воспоминаниями о прошлом нашего поселка Новый Тарьял, района. Решили в одной книге собрать и обобщить документальный материал о прошлом. Знаете, было очень интересно всем этим заниматься. Оказывается, в начале 20 века в небольшом провинциальном селе Новый Тарьял уже знали в округе за сотни километров. Но и сейчас поселок Новый Тарьял у нас небольшой, всего лишь более чем 5000 жителей, а в районе 16 тысяч. Вот такие масштабы у нас. А завоевал этот поселок своими воскресными базарами и большими ярмарками. В воскресные дни люди сюда приезжали на расстояние 40-50 верст, а 5 раз в году по религиозным праздникам Крещение, Вознесение, в покров от людского потока бурлил Тарьял 4-5 суток. На ярмарку съезжались торговцы с Нижегородской, Костромской, Вологодской губерний. Каких только товаров тогда не завозили. И заморские шелка, вологодские кружева, с хохломской росписью деревянные и фарфоровые посуды. И, конечно, изделия местных умельцев. Большим событием в жизни новотарьяльцев стал приезд на постоянное место жительства члена 4-й Государственной Думы от социал-демократической фракции врача Александра Владимировича Бодрова, человека высокообразованного, владеющего несколькими иностранными языками. Это было в 1898 году. В селе была всего лишь одна врачебная амбулатория, а уже в 1899 году была открыта новотарьяльская больница. До приезда Бодрова интеллигентных людей было совсем мало. 3 учителя, земский начальник, волостной старшина, он же ведал почтовой службой, жены купцов. К тому же после 1900 года Новый Тарьял стал местом ссылки революционно настроенных людей разных национальностей. Так в селе стали жить поляки, грузины, евреи. Александр Владимирович создал оркестр народных инструментов, сам играл на виолончели. Сначала музыканты играли на семейных вечерах, но когда стало увлеченных интересным делом больше, стали выступать перед населением. Слушать музыку, по словам старожилов поселка, начали приезжать из соседних районов и даже Кировской области. Название книги пришло вместе с собранным материалом «Завещаю к родине любовь». Это документальные факты, воспоминания, рассказы о своей родине, о людях. В процессе работы мы поняли, что в одной книге невозможно все отразить. Великая Отечественная война, она вплетается в жизнь каждого из нас, тревожит старыми фотографиями и воспоминаниями родных, о ней волнующе напоминает обелиск, стоящий у дороги. Память войны, бережно хранимая в воспоминаниях, фотографиях, это не только историческая память о сражениях, но и тяжких, трагических испытаниях народа. Сохранение именно такой живой памяти, памяти о людях на войне, приобщение нас к их страданиям и боли, к их мыслям и переживаниям позволяет нам не только понять историческое величие их жертв и подвига, прикоснуться гордостью за их деяния.
но и воспринимать их горький и трагический опыт. Он учит уважению к предкам и помнить о том, что в свою очередь нужно будет для его потомков. Это стало темой для второго тома рукописной книги «Я помню войну не по книгам». Материал этого второго тома лег в основу издания, вот этого издания, которое мы издали в 2010 году, книга «Память сердца» к 65-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Книга состоит из 2 разделов «Отстояли Родину», рассказы участников войны и воспоминания о них родных. Второй раздел «Я помню» – это воспоминания тружеников тыла и детей войны. Стихи нашего земляка, поэта, офицера, участника Великой Отечественной войны Бориса Данилова открывают книгу эту. Я не буду перечитывать стихотворение, чтобы не задерживать. Многие воспоминания так эмоциональны и трагичны, по сути, что на примере книги, которая проходила в библиотеке, у автора воспоминаний и приглашенных в глазах стояли слезы. Книга стала подарком для ветеранов, всем участникам воспоминаний к празднику Победы. К сожалению, многих из них не стало за прошедшие годы. Последний ветеран войны ушел совсем недавно, в возрасте 97 лет. Вот буквально недавно совсем. Последний ветеран войны. А еще мы поняли, что это нужно людям. И дальше продолжили поисковую работу. Мы вновь обратились к жителям поселка поделиться с нами воспоминаниями о своей работе, совершенно не предполагая, что через несколько лет эти воспоминания будут очень важны при написании истории Новотарьяльского района. Вот эта книга, которая «История сел и деревень Республики Марий-Эл, Новотарьяльский район». То есть мы тоже внесли большую лепту в создание этой книги. Третий том рукописной книги «Я не мыслю себя без Тарьяла». Воспоминания уважаемых людей поселка, района, которые отображают образ человека уходящего времени, тип мышления, образ жизни, то есть все то, что составляет историю его жизни, культурный смысл эпохи. Время неумолимо, многих участников воспоминаний уже нет в живых, и вдруг становится ясно, что мы успели все это собрать и издать. Мы услышали много хороших и добрых слов и еще раз убедились в том, что выбранное нами поисково-исследовательское направление краеведческой деятельности оказалось верным, а результат работы востребованным. В нашу поисковую работу неожиданно для нас активно включился добрый друг библиотеки, ветеран труда, в прошлом сотрудник милиции Тамара Петровна Домрачева. Она собрала богатый материал на целых 2 книги, которые назвали «О людях хороших Тарьяльской земли». Вот все это она хранила, собирала и в воспоминаниях передавала к нам в библиотеку. Героями этих книг стали люди самых разных профессий. Свой талант, знания, щедрость души они отдали родному району. Внесли большой вклад в культуру, просвещение, медицину, сельское хозяйство, строительство. В разное время жили, работали, но объединило их одно. Все они, каждый в свое время, определили развитие района. Их помнят до сих пор. Большинство из этих людей не имело высоких званий и наград. Главная награда, которую они заслужили, это любовь и уважение от односельчан. Далее новая находка. Разбирая архивы читального зала, натолкнулись на воспоминания о войне, написанные на школьных тетрадных листочках детским почерком. Это были работы учеников Новотарьяльской школы, которые уже давно стали взрослыми, а их труд остался в виде рассказов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Переводить документы в электронный вид нам помогали помощники-волонтеры. Проект по оцифровке «Истории пишем вместе» завершился созданием электронного ресурса «Люди, победившие войну», в который вошли около 100 воспоминаний. Ресурс также выложен на нашем сайте. Летопись истории района продолжается. Интересные находки есть, которые становятся для нас объектом для разработки библиотечных проектов. Для реализации новых инновационных проектов в библиотеке организовано несколько площадок разного направления и содержания.
Новая библиотека, как мы еще говорим, библиотека нового поколения, стала привлекательной не только для новых читателей, она стала местом притяжения для различных организаций и объединений, структур власти. Библиотека для них стала площадкой для проведения конференций, собраний, встреч, обсуждений. Следующий проект 2021 года «Встречный ход». Это площадка для встреч с поэтами, писателями, актерами, в том числе нашими земляками. На площадках проходят презентации книг, поэтических сборников, книг воспоминаний о родном крае. Хочется сказать, что у нас есть уникальные люди, которые являются истинными патриотами своего края. Они являются носителями уникального материала о родном крае. Они пишут, сами издают книги о прошлом, о людях и их достойных деяниях. Но как они издают эти книги, вы бы видели. Это профессионально даже с точки зрения издателя. Я привезла с собой вот одну из этих книг. Вот это воспоминания ветерана педагогического труда «Горький хлеб войны». Это также воспоминания наших жителей. Но эту книгу сделал мужчина, которому более 70 лет. Он занимается вот переплетом книг. И она создана вот в домашних условиях. Ну, мы печатали, а он вот переплетал эту книгу. Как положено, вот брошюры подшиваются, и корешок, и обложка, все есть. Убила бы. Где имя библиотеки? Библиотека делала. Она куда спряталась? Вот спряталась. Убила бы вот за эту скромность. Библиотекари очень скромные люди, вы сами знаете. В будущем мы планируем разработать и реализовать проект сотрудничества с Марийским драматическим театром имени Шкетана. Можно сказать, это даже их идея проводить на базе библиотеки различные мастер-классы и тренинги от актеров наших земляков. Их очень много работает в драматическом театре. Мы с ними встречаемся, периодически приезжают они к нам с мероприятиями. И это было бы здорово во всех отношениях. Взаимодействие профессионалов-актеров с жителями Новотроицкого района только усилит авторитет театра и, возможно, повысить посещаемость спектаклей. А для нас, как специалистам, это большой опыт, а для посетителей, читателей библиотеки – возможность общения со знаменитыми актерами, участие в их мастер-классах. Недавно мы начали новый проект «Библиотечный подкаст. Говорит библиотека». Не обошлось без участия здесь и без популярного радиоведущего, прекрасного исполнителя, актера Владимира Матвеева. Это его голосом начинается наш подкаст. Площадка для создания подкастов задумана для популяризации произведений писателей-земляков, где в том числе будет говориться и о культуре, истории, библиотеке. Первые подкасты были посвящены ветеранам войны, тыловикам, детям войны, которые прозвучали в рамках вахты памяти с 1 по 9 мая из книги «Память сердца». Но уже следующая прозвучавшая тема стала для нас определяющей. Людям, как мы поняли, интересно слушать о современниках, о молодежи, о таких же, как они сами. Прослушиваний было намного больше вот этот период. Мы уверены, что вот это поможет вернуть внимание молодежи к библиотеке еще и через социальную сеть. Мы помним, что активность в соцсетях, конечно же, проявилась в год пандемии в 2020 году. Тогда все происходило онлайн. Это был новый опыт взаимодействия с пользователями. Мы активно работали в этот год на площадке ВКонтакте, Инстаграм. Мы активно работаем с молодыми волонтерами, которые нам помогают во многих делах, и в проведении крупных акций, и мероприятий. Участвовали и во всероссийском конкурсе проектов по волонтерству, дошли до какого-то уровня. Большие планы у нас и на 2022 год. Библиотека превратится в территорию созидания. Под таким названием «Несекретный код. Прошлое в настоящем». Предстоит реализация таких проектов, как «В сердцах поколений», по установке стелы писателям-землякам. У нас 3 писателя родились в одной деревне в один год. Это Данилов, Иванов, Сапаев.
они ветераны войны, они участники войны. И мы хотели бы увековечить память о них и их творчество именно этой стелой. Проект готов, эскиз стелы рассмотрен жителями деревни, одобрен. Остается лишь только направить проект на рассмотрение в Министерство культуры, печати и по делам национальности Республики Марий Эл. Думаем, что проект будет успешным. В рамках этого проекта запланировано множество мероприятий от создания электронного ресурса и до проведения фестиваля «На родине писателей» в летнее время. Уже несколько лет подряд в библиотеке проводятся даниловские чтения. Это районный конкурс чтецов «Вся наша жизнь тропинка в гору», посвященный Борису Данилову. Но уже в последующие годы конкурс стал общим для всех 3 писателей. Реализация проекта позволила нам сделать очередной шаг в этом направлении. При реализации разработанного дизайн-проекта в центре чтения появились портреты писателей в стеклянной фотопечати. Вот на видео, кто если смотрел, то это заметили, наверное. Большого размера, наверное, примерно 2 метра на 1 метр, который очень украшает наш центр чтения и привлекает внимание Чуть ускорить. посетителей. Все, уже я заканчиваю. Следующий проект — глобальная оцифровка по переводу в электронный вид изданий краеведческого характера, местных изданий, альбомов, брошюр, открыток, вышивок, рисунков. На данный момент в библиотеке оцифровано 21 книга краеведческого характера и 9 подшивок из архива районной газеты «Ударник», ныне «Сельская нов», с 1949 года по 1957 год. Вот этим мы сейчас занимаемся. В связи с обновлением компьютерного парка библиотеки оцифровка проводится на современном оборудовании. Это быстро и качественно. Еще в 2017 году Новотарьяльская центральная библиотека участвовала в республиканском конкурсе экологических интернет-ресурсов среди муниципальных библиотек «Экология земли Марийской». В этом конкурсе мы заняли 1 место. Мы создали электронный ресурс в виде сайта «Природой дышит каждая строка», в которой разместили произведения поэтов Новотарьяльского района о природе. Продолжаем частично оцифровывать произведения наших поэтов, а кто-то и дает разрешение на полнотекстовую оцифровку. Есть рубрика фоторабот наших жителей, а также информация об уникальных местах района. Это все к тому, что большую краеведческую работу можно выполнять на интернет-площадках, создавая сайты и блоги. К 80-летию Победы мы планируем создать тематический сайт, посвященный бессмертному полку. На данный момент накапливается материал, который поступает со всех поселений района. Это тоже воспоминания, сбор материала о ветеранах. Это будет очень ценным и востребованным ресурсом для всех жителей Новотарьяльского района. Краеведческая деятельность, напоследок скажу, нашей библиотеки многообразна. Как показывает опыт, новые формы работы являются востребованными, и это хороший результат нашей работы. Она постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к себе все большее число пользователей, жителей и гостей нашего района. Местные жители рассматривают нашу библиотеку наряду с музеем как главного хранителя культурной, социальной памяти местного сообщества. И у библиотеки все основания для того, чтобы быть центром краеведения и привлекать к совместной деятельности неравнодушных людей. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Алексеевна. Любовь Алексеевна, прошу прощения. Что скажете, коллеги? Ничего не насторожило, никаких вопросов. Кто вас финансирует издание? Это издавал Новотарьяльский район. А вот эту книгу «Память сердца», которую мы вот собрали из рукописной книги, да, издали, это помогла нам «Единая Россия» партия. Вот, финансирование вот этого издания. А вот ваш переплетчик, он за деньги. Это они друзья. Да. Значит, на самом деле вопросов много. Смотрите, снова вот в продолжении темы к предыдущему, да? Смотрите, сейчас в каком-то... Нет, молодцы. В каком-то смысле меньшая проблема заявить о сборе материала и его собрать. Самое важное, что происходит дальше. Ребята, мы профессионалы. Когда к нам поступает документ, мы должны относиться к нему как архивисты, как публикаторы. То есть
со всех сторон его окучить, собрать всю информацию, когда, какого числа, у кого это было записано, где лежит оригинал записи, где было ли это когда-то опубликовано, да? Где найти, ну я сейчас не в порядке, да? Где найти самого информатора, да? И так далее, и так далее. Полный комплект. Вот у нас сейчас не время лекции, да, я читаю такую лекцию на курсах, да, вот у нас повышение квалификации. Неважно, долгая тема. Но я хочу сказать, что вот это должно быть одним из профессиональных рефлексов. Когда к тебе попадает в руки документ, собрать информацию об этом документе, а когда он публикуется, вот я сказала, да, публикаторский подход, когда он публикуется, он должен публиковаться со всеми атрибутами. Нельзя просто так записать воспоминания, да, молодцы, собрали, отлично. Нельзя просто так их собрать и опубликовать. Значит, там должна быть прямо в книжке, должно быть написано, что эта запись сделана такого-то числа, такого-то года, у такого-то человека, сделана тем-то. Сам документ, сама оригинальная запись хранится вот в вашей библиотеке, Да. в архивном фонде, фонд «Опись». Да? И дальше публикация это сделана. Как она сделана? Вот у вас, когда смотрим вот эту вот книжку, как она сделана? Допустим, она сделана полностью. Вот как человек рассказал, Да. да? А может быть, она сделана с сокращениями, а может быть, это фрагмент. То есть должно быть использовано абсолютно, описано абсолютно все, да? Тогда эта штука, кроме слез на глазах, а точно, вы молодцы, необыкновенные, и все здорово, она еще будет востребована журналистами, писателями, учеными, да? Историками. Вот это входит, вот как поляки говорят, входит в налог. Если вы начинаете работать так, а молодцы, если начинаете, абсолютно железно надо учитывать эти две вещи. Как собрать со всей полнотой, да? И как опубликовать. И опубликовать с именем библиотеки. Опубликовать так, чтобы было понятно, что эта библиотека сделала. Поэтому книжка, которую сделала библиотека, на которой она не указала, что это она сделала, это не скромность, это другое. Это важно. И второе, что я хотела сказать. Да, я думаю, что вы отличное начало положили работе, молодцы на самом деле. Но смотрите, у нас не должно быть ни одного продукта, который считался бы законченным. Что я имею в виду? Вы сделали 5 рукописных книг. Я надеюсь, вы опубликовали все это на сайте, да? Содержимое. А теперь ловите-ка, ребята, на это, вот как на наживку, следующие воспоминания. Следующее описание. Вот понятно, да? Вы сделали это, а дальше вот на этом раскручиваете во всех точках и выберите себе на сайте такую форму, которая вам позволит это сделать. Смотрите, можно опубликовать тематически, но ведь действие происходило в разных населенных пунктах, да, района. А вы не хотите сделать, положить это на карту слоем, на интерактивную карту слоем, да? Это желание давно уже есть. Ну, и смотрите, когда у вас на карте будет вот эти 5 ваших рукописных книг, как 5 тематических слоев, и при этом можно будет, я хочу вот эту точку Новотарьяльского района, и увидеть все, что было здесь, и увидеть тех, кто там со мной рядом живет, а не вообще в районе. Смотрите, поиграйте формами. И еще одна штука. Вы замечательны с оцифровкой. Мне интересно, конечно, вы цифруете то, чего не было оцифровано Национальной библиотекой. Мы оцифровываем свою районную газету. Вот. Районная газета. Значит, те, кто решит этим заняться, вам поддержка всего библиотечного сообщества нашего краеведческого. Надо. Но есть тоже одна фишка. Недостаточно оцифровать саму газету. Вы можете гораздо больше. Смотрите, классный вариант, когда вы тоже ее, как картошку, окучите. Да. Что я имею в виду? У вас же в эту... Вот смотрите, у этой газеты, у вашей районной, были редактора, были журналисты, были те, кто ее наборщики, кто печатал, корректоры, да? А еще у вас была тьма людей, которые писали в эту газету, народных корреспондентов, да? Что надо сделать? Одна из библиотек сделала, по-моему, в Кировской области. Они сделали книжку из этого. То есть они оцифровали газету, они нашли по фамилиям, по подписям всех вот этих корреспондентов, всех журналистов. Они нашли всех живых. Они с ними провели работу, они собрали историю газеты от людей. Ясно, что они сделали? Вот всех вот этих. И получилась потрясающая штука. Кроме того, что это безумно интересно, вы зацепили на этот крючок. Смотрите, какую тему, да? А еще это, на основании этого они откорректировали официальную историю газеты.
вот газета, там у нее данные такие-то, а на самом деле первый номер вышел не тогда, а тогда, установили. Они сделали штуку, которая восстанавливает грамотно репертуар этой газеты. Теперь вот это можно хоть в Лигу наций, да? Хоть на самый верх. Это самое точное будет, самый точный материал. Все, прошу прощения за долгий комментарий. Вот это, конечно... Спасибо. Посмотрите, пожалуйста, местная газета – это очень классная тема. Да, спасибо. Еще можно? Да, можно. Подождите, не убегайте. Я просто книжку посмотрела, у вас там содержания нету. За время вы не найдете, о ком там написали. Просто. Да, здесь содержание. Значит, книжки надо, конечно, Да, То есть, когда будет... Да, переиздать, совершенно серьезно, переиздать. А сколько человек работает в центре? 10 человек вместе с директором. Мгм. Директор у нас есть. Марина Александровна. Любовь Алексеевна тоже поскромничала. У нас сейчас готовится презентация еще трех томника. И вот теперь надо нам учесть все эти замечания. Михаил пока еще книги Мгм. Давайте. Работа продолжается. волонтеров, переводчиков. И вот эти все, пока люди живы, и Мгм. можем с ними продолжить общаться, и все это. Да. Чуть-чуть другой уровень, да. Потому что она сейчас находится тоже у филологов, в общем, ошибки исправляются стилистические, грамматические. То есть работа такая. То есть, смотрите, будет нужна помощь советам. Ну, ради бога, пожалуйста. Всем, кто жив, шевелится, кому интересно, кто хочет, помогаем в любом объеме. Но работы тоже очень много. 3 дома. Нет. О людях, о предприятиях, о колхозах тоже. И воспоминания. Очень большая работа. Но это, конечно, большая заслуга вашего неутомимого ветерана педагогического дела, вот Татьяна Степановна Белякова. Она вот прям душой и сердцем. Сейчас тоже мы с ней краеведческую конференцию будем готовить на осень. Польша в суде нотариальской. Ух ты. Да, очень глубокая тема. В общем, погружаемся в нее все постепенно. Ну, в общем, вы на самом деле молодцы. Вы, давайте дальше развиваться, есть на чем. Так, спасибо большое. Так, следующий у нас доклад. Да запросто. Ой, сейчас. Да, так и правильно. Чего тут? Так, Галина Валерьяновна Иванова, Кшаушская сельская библиотека, централизованной библиотечной системы Чебоксарского района Чувашской республики, заведующий. Нескучное краеведение. Опыт краеведческой работы Кшаушской сельской библиотеки. Так, все в порядке у нас? Презентация будет, да? Давайте. Да, маленечко презентация у нас. Так, отпускаем ГОСТовские слова, наверное, все про краеведение. Спасибо. Девизом нашей библиотеки является донести до всех наших читателей мысль о том, что мира не узнаешь, не зная края своего. В народе, как у нас говорят на чувашском языке, «Щурал кадес, хайбат не лет урдать», «Родимая сторона тянет к себе». Или «Отпустить меня не хочет Родина моя». Все песню знаем, так ведь? Когда человек помнит о тех местах, где началась его жизнь, он правильнее живет и чувствует себя менее уязвимым, как будто сам дом помогает человеку. Родной дом как главный корень, питающий человека всю жизнь. У любого человека, кроме родителей, должна быть родная история, земля, родной наш чувашский язык и родная культура. Но самым главным является родная история. Краеведение – это у всех, как вы сказали уже, все выступающие перед этим, главное направление работы, библиотечной деятельности, и в том числе к Кшаушской сельской библиотеке, которая относится к МБУ ЦБС Чебоксарского района Чувашской республики. Библиотека наша, конечно, у нас в деревне – это центр информации, просвещения и культуры. Работа, краеведческая работа нашей библиотеки осуществляется по программе «Нескучное краеведение». Мы считаем, что история семьи, села, района, края, местные события и явления необходимо изучать в единстве 3 временных измерений. Прошлое, которое наши прабабушки, бабушки проводили, настоящее, это мы, получается, и будущее, наши внуки и правнуки. Подобный подход дает возможность более глубоко осмысливать последовательность событий.
На территории Кшаурского сельского поселения находится этноэкологический комплекс Ясно всероссийского значения. Многие, наверное, уже знают про это, с которым мы в тесном сотрудничестве работаем уже долгое время. В рамках программы «Нескучное краеведение» мы с ними проводим в этом этнокомплексе Ясно прогулки об истории деревни, о людях и событиях сельского поселения. А с туристами, которые посещают этот комплекс, мы говорим именно о наших людях, которые у нас живут. Самый интересный момент, вот можно сказать, вот 1885-90-е годы открыли в нашей соседней деревне Сабакасы, Иван Яковлевич Яковлев, первый чувашский просветитель, сам открыл эту школу. Вот. Деревянная школа была. Вот. Там сейчас у нас ничего не осталось, маленький курган сохранился, куда мы вводим экскурсантов, своих жителей, своих читателей. Вот. Почти большой интерес у ребят вызывает этнографические слеты, проводимые этноэкологическим комплексом Ясно, совместно с библиотекой, естественно, мы все проводим. В прошлом году из-за локдауна у нас все планы были нарушены, тем более еще мы открывались, модернизировались в прошлом году. Мы первая библиотека в Чувашской республике, библиотека нового поколения, которые открылись 27 августа 2020 года. Спасибо. На занятиях слетом мы знакомим ребят с народными промыслами чувашскими, учим вместе плести пояса, осваиваем технологии джутовой филиграни и фехтования. Руководитель вот этого этнокультурного комплекса Елена Гермогеновна Клементьева проводит тут на открытии библиотеки уникальный мастер-класс по плетению руны солнца. А еще в нашей библиотеке уже несколько лет работает краеведческий клуб для юных читателей «Чевельби», «Щебетушки» по-другому, по-русски. В рамках этого клуба для ребят проводится много интересных эколого-краеведческих мероприятий. Встречи со старожилами деревень, с участниками боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, фольклорные посиделки, краеведческие квесты и очень много-много чего интересного, которое, наверное, я думаю, все проводят, каждый по-своему. Надолго запомнить юным читателям библиотеки поход к заброшенному роднику, который сами разыскали, очистили от мусора, с помощью взрослых установили перила и ступеньки к роднику. Теперь, возрождая народные традиции, почти все молодожены на второй день свадьбы, по чувашским традициям у нас получается, спускаются к этому роднику, набирают воду и приносят домой. По чистке этого родника ежегодно проводим экологическую акцию «Живая вода». У нас исключение прошлый год. В этом году мы скоро пойдем, и мы там еще открыли 2 вида родничка, где с первого родника течет мертвая вода, со второго течет живая вода. Вот, сказки вспоминайте, кто, зачем, что надо пить, если хотите остаться живыми. Ну, это, конечно, предрассудки, но говорят, если вот с мертвого родника возьмешь воду и польешь огород, там сорняки погибают. Вот. Ну, не знаю, правда или нет, сама не пробовала, но попили. Ничего не случилось, пока растем. Живой интерес детей вызвал также краеведческий час Чуваш-Терри Халахан Пахадупри, вечная красота чувашской вышивки, который мы начали проводить в прошлом году в рамках празднования Дня чувашской вышивки, которую у нас указом главы Чувашской республики уже официально отмечаем. Так. Кроме этого, у нас действовала персональная выставка кукол в чувашских нарядах, куклы в чувашском национальном колорите. Мы участвовали во всероссийской акции «Куклы в чувашском наряде», автором которой является Регина Витальевна Чернова. Она у нас местный краевед, она у нас писатель, она у нас журналист, она воспитательница. Она была одно время редактором нашей местной газеты «Ялощение». Вот. Первыми ее работы оценили воспитанники детского сада, которые пришли на экскурсию в библиотеку познакомиться с краеведским уголком и книгами о родном крае. Во всех своих работах Регина Витальевна стремится отразить и сохранить традицию ручной вышивки. Глядя на ее изделия, посетители удивляются тому, сколько терпения и кропотливого труда вложено в каждую ее работу. Большинство ее работ – это настоящее произведение искусства. В этот день для посетителей библиотеки мы провели познавательную беседу о кукольной истории, как куклы создавались, о том, что такое кукла и для чего она нужна была раньше, в старину. Ребята узнали, в какие куклы играли наши бабушки, прабабушки и из чего они были сделаны.
Они сейчас у нас пластмассовые, силиконовые, так ведь? Вот. А мы им показали, как из соломы можно создать куклу. Ну, я там показала, конечно, мастер-класс, как мы в детстве куклы-пеленашки создавали в свое время из платочков, из носовых платков. Да, вот. я помню. Это для них, вот, для садика, для вот этих пятиклассников, шестиклассников очень интересно было. Для них это история, это для них сказка. Так, для желающих научиться вышивать чувашские узоры, мы, вот здесь это как раз этот слайд, для членов клуба «Щебетушки» мы провели мастер-класс вышивок чуваш-тире, образцами которых стоят изделия, которых вышивали прабабушки нашей деревни. Тут хотелось бы остановиться, вот эти сурбаны, головные уборы, там есть сурбан моей прабабушки Рыжковой Пелагеи Трофимовны, где, как это правильно высказать-то, вышито все наше родовое древо наше с 1870-х годов до 1944 года. Вот там все отражено. Кто когда родился, кто когда умер, там по всем этим чувашским символам все. Вот, и это для меня очень дорого. Многие, конечно, сватали, чтобы забрать. Я, конечно, пока держу при себе, можно сказать. Ну, на работе кто его знает. Хочется отметить, что члены Краеведческого клуба Чевельби в прошлом году мы приняли участие в проекте «Беги за планету». Это международный проект. 15 миллионов деревьев для Сибири. На съемках в фильме «География детства. Дети Чувашии». Это у нас было выставлено на Ютубе. Все, наверное, ну, кто ВКонтакте зарегистрирован, они могли это видеть. Там было больше 1000 просмотров. Вот это все не лайки, а просмотры. Мы там выступали. Это вся от России видела. Видите, там символ, лейбл стоит. Так, мы еще приняли участие в записи новогоднего поздравления для канала ОТР. Тоже наши дети принимают участие. Правда, здесь этих слайдов у нас нет. Не показали. Ну, сказали же регламент. 10-15 минут, поэтому немного включили. Наличие теперь современной техники позволяет нам создавать информационно-краеведческие кейсы, собственные электронные ресурсы, нацеленные на развитие краеведческой деятельности. На основании поисковой архивной работы в библиотеке созданы информационные кейсы на традиционных носителях. Председатели сельских советов Кшаурского сельского поселения в разные годы. Там от начала 1918 года идет. В родной деревне города Обелиск. История памятников и обелисков Кшаурского сельского поселения, которым я выступала в год 65-летия Победы. На Абашевских чтениях выступала, мы там тоже выступили. Мы собрали очень большой архивный материал по обелискам нашего поселения. Кроме этого, у нас есть на традиционных носителях пресс-папка «Наши земляки, участники Великой Отечественной войны», знаменитые люди поселения, история становления нашего Кшаурского сельского поселения и еще много других носителей. Для успешной реализации программы «Нескучное краеведение» библиотека принимает в своей практике различные формы и методы средства. Библиотека с этого года начала создавать с помощью онлайн-сервиса интерактивные плакаты. Марийский тоже мы услышали. Вот. И этот слайд, и чуть-чуть предыдущий. Вот участники Великой Отечественной войны Кшаурского сельского поселения Чебоксарского района и краевед Чебоксарского района Константинов Фадея Константиновича. Весь свод истории Малой Родины собран у нас в главной книге района энциклопедии Чебоксарского района, первый том которого вышел в 2015 году. Мы тоже там приняли очень активное участие, очень много информации собрали. Чтобы не оставить без него ни одного значимого факта событий в истории поселения, мы обратились с просьбой ко всем жителям поселения, кому интересна дорогая история родного района и родного поселения, и кто располагает материалами для публикации, принять участие в создании энциклопедии. Ежегодно Центральная библиотека Чебоксарского района выпускает интерактивный календарь знаменательных и памятных дат. Он представляет собой интерактивный плакат, содержащий краткие сведения о знаменитых земляках, прославивших своими достижениями Чебоксарский район. Именно им, вписавшим самые яркие страницы в истории нашего района, посвящены статьи календаря. Кшаурская сельская библиотека предоставляет тоже свои материалы для создания этого календаря и активно использует этот ресурс для проведения материалов на мероприятиях в своей библиотеке.
Наши электронные ресурсы, созданные библиотекарями района «Сторона моя Чебоксарская», «Трудовые династии Чебоксарского района», «Литературная карта Чебоксарского района», «Экологическая страница Чебоксарского района» очень востребованы нашими читателями и активно используются не только библиотекарями, но и педагогами и другими работниками. Все они один из самых эффективных и удобных способов доведения информации до читателей. И именно благодаря электронным изданиям заметно увеличилось количество посетителей сайта нашей библиотеки, нашей организации. На данном этапе своей деятельности мы включили в работу новый популярный среди молодежи формат – подкасты. И запустили краеведческий подкаст «О малой родине моей». Вот вы здесь видите Регину Витальевну Чернову, мы про нее говорили, где про чувашские вышивки говорили. Вот теперь наши читатели смогут узнавать интересную и полезную информацию о своем районе, об известных людях, о любимых или еще неизвестных книгах в удобном аудиоформате. Мы не просто об этом расскажем сами, но и регулярно будем приглашать на интервью известных людей поселения, краеведов и многих других. Краеведческий подкаст размещен на нашей страничке в социальной сети ВКонтакте. Совсем недавно мы объявили фотоконкурс ретро-фотографий «Память», где наши читатели, подписчики могут поделиться с уникальными фотодокументами из семейного архива и небольшим очерком о своей находке. Я хочу здесь чуть-чуть остановиться. Вот здесь первый хор на верхней позиции получается, где запечатлены наши деревенские, теперь уже можно сказать, там из них осталось человек 5-6 бабушек и один дедушка, наверное, Геннадий Федорович Коннов, так, Калешова Елизавета Петровна. Остальные все уже в силу своих лет, они уже скончались, многие там, мой батя 42-го года рождения, ему было там 16 лет, вот 42-й и 16 это будет 58-й год, получается, вот хор, первый хор нашего Кшауарского сельского поселения. Это у нас хранится дома, в домашнем архиве, эта карточка находится. Из них вот мы поспрашивали уже, в 5-6 семьях только вот эта фотография сохранилась, больше ни у кого нет. Вот мы ее хотим оцифровать, вот выставить в цветном варианте, ну чуть-чуть осветлить и выставить. Но это же интересно будет все-таки внукам, даже детям их вот этих выступающих. Так, кроме этого, в библиотеке у нас выделена краеведческая зона Мухтав Зана Чувашьень, любимый край Чувашский, где размещен фонд краеведческой литературы, который составляет у нас от общего фонда 43,6% от общего фонда. Наибольшим спросом пользуется издание об истории природных и географических особенностей Чувашской республики, художественная литература на чувашском языке. Свою работу наша библиотека освещает в средствах массовой информации, в сети интернет. Можно сказать, у нас иногда по-доброму, у нас глава нашего поселения завидует и возмущается иногда, можно сказать, это сайт не поселения Кшауарского сельского поселения, а как будто это у нас сайт Кшауарской сельской библиотеки получается. Я говорю, а что поделаешь, мы должны каждую капельку, говорю, каждую мелочь должны освещать. Читатели должны знать, наши жители должны знать. Вот в прошлом году я была приглашена в студию национальной телерадиокомпании Чуваши на передаче «Чувашьень», «Шулзем Дадажинзем» и «Ирбулзан». Наверное, многие слышали, в сентябре это было. Ну, я рассказала, конечно, телерадиослушателям о том, какие изменения, новшества появились в нашей библиотеке, библиотеке нового поколения. Ой, какие у нас книги появились, которых у многих, наверное, даже нет. Там некоторые даже республиканские библиотеки приезжали, они завидовали нам. Получается. Вот небольшой срок существования программы «Неискусственное краеведение» свидетельствует о ее востребованности. Успех программы, ее жизнеспособность обеспечена рядом факторов. Это и партнерское взаимодействие с однокольником ясно. Это вообще у нас со школой, детским садиком. У нас АО «Приволжская» находится на нашей территории. У нас есть центр реабилитации престарелых и инвалидов. И самое главное – это поддержка жителей нашей деревни. Краеведение – это большой труд, который требует большой отдачи времени и сил. Интерес к краеведческой тематике, я думаю, всегда будет она востребована. Ведь не хлебом един жив человек, он жив еще и неразрывной связью событий и традиций, наследием и памятью предков. Спасибо. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Есть ли вопросы, Галина Валерьяновна? Что-то
Практически все. Да. Нет, А чего? замечательное выступление. У вас просто одна сельская библиотека нового поколения? Одна библиотека в Чебоксарском районе. Сейчас нынче открывается у нас вторая библиотека в нашем Именно Чебоксарском в вашем районе. сельском. Да. У нас еще в сентябре открылась в Маргаушском районе Большесундырская сельская библиотека. Тоже. Ну, вот я по вашему выступлению поняла, что вы, наверное, как это сказать, лицо библиотек Республики Чувашия. Потому что то, что вы делаете, и то, что вас пригласили на телевидение, здесь только вам низкий поклон, я не знаю, какие комментарии, то, что вы делаете, это, конечно, очень интересно, и молодцы. Но это лицо, если Республики Чувашии, то у вас только позавидовать и учиться у вас. Спасибо вам большое. Благодарю. Еще, пожалуйста. Галина Валерьяновна, а вот тот же вопрос. А вот подводить до конца то, что вы делаете. Например, конкурс ретро-фотографий. Показали замечательные фотографии. Вы рассказали, кто там изображен. Где-нибудь записано под фотографией, кто там изображен? Надо сесть. Это там вот. Вот я про это же. Чего Я вас прекрасно поняла, да. И не просто записать. Да. В каждое это имя со временем сделать гиперссылкой, которая вела бы к истории этого человека. Да. Раз вам сказали, Да. Вот это вот моя бабушка. Ну так не дайте уйти дома, пока вы не вынете всю информацию про эту бабушку. А если это хор, так найдите, узнайте, что они пели, восстановите репертуар, да? Найдите, может кто-то еще спеть может эти песни. Вот, да? Может быть, кто-то помнит, как они пелись. Ну чего ж терять-то, вот глубоко из рук выпускать? Ну так, вот попробуйте в каждой задаче, вот не дайте ей кончиться. А вот вы Постараемся, сделаем. Попробуйте. Сделаем. И еще одна штука, смотрите, родовое дерево выше, меня прям страшно заинтересовало. А вы не хотите сделать такой конкурс, длинный только, да? Вот мое родословное дерево в моей вышивке, да? То есть ты сначала восстанови свое родословное дерево, а потом выши, да? Мы тебя научим вышивать, мы тебе поможем искать. Представляете, если в каждом доме будет родословное, в каждой семье родословное дерево еще вышитое. Вышитые мы пока не предлагали, мы вручную вот это схематическое древо у многих делали у детей. В свое время там приходили они, вот и сидели, мы записывали, у кого-то до 3-го поколения, у кого-то даже до 6-го поколения, там, вот где 6-е поколение, там более 1000 фамилий, имен нашли. Вот. Нет, ну вот в интернете там, как называется, специально есть для создания генеалогического древа, вот программа есть, вот, мы через него вот пытались. А этих уже у нас, считайте, Утеряно. это нужно в Краеведческим музеем. Со всеми нужно сначала собраться. Тут очень много работы. Мы это пытаемся. Смотрите, какая штука. Попробуйте. Вот можно сделать отдельно вышивку, отдельно родословное дерево. Но смотрите, как здорово соединить их. Смотрите, ведь это моторика. Да? Если вы этим займете пожилых людей, вы надолго отсрочите у них проблемы с головой. Да? Мелкая моторика. То есть вы одновременно решаете несколько задач. Да? А если это дети, то, между прочим, вот пальчики, которые работают, это тоже развитие. А еще это то, что можно показать. Ты это родословное дерево повесишь. Да? Да. Это будет предмет гордости. Попробуйте работать вот так, чтобы было сразу достигалось несколько целей. Это страшно интересно. А учиться, да, между прочим, Национальная библиотека ваша могла бы в этом смысле какое-то, как это сказать, обучение, да, провести вот на эту тему. На генеалогическую, да, и вот на эту. Про вышивку я знаю, что занимаются. У нас тут среди нас коллеги из Башкирии. Вот про родословную работу могли бы вообще откомментировать. Замечательная совершенно работа. В общем, вот. А так, здорово. Спасибо. Благодарю. Да, можно. Конечно. По поводу методики я спрашивала у вас вышивки.
вплоть до года, кто когда родился. Да. А как вы это узнали? Он Ну, сказал вам, это дядя, получается, рассказывал. а вы это все записали? Пока в голове как бы у нас все в голове пока. Да. Сходите, там все. Мы там работали, занимались. Там у нас, видите как, вот у нас Чебоксарский район, он раньше, Нижегородской области он был, в Козьмодемьянской губернии он был. У нас документы, архивные документы, не только в центральном, здесь в Чебоксарах, архиве историческом, их везде надо искать, находить. Мы по церковно-приходским книгам все это искали. Раньше фамилии не было. Петр, сын Захара. Пойди найди. А Захаров ведь в деревне было, по церковным праздникам давали, 20 человек. И у них еще детей тоже, Петров сколько или Павлов. Вот. И мы сидели, вот искали, но пока очень сложно. Сложный процесс. Это смотреть, слушать, разбирать очень легко. А вот самим, если столкнуться, очень сложно. в Башкирии Тамга, то есть мы родословно, это я здесь, родословно свою, у каждого рода есть свой знак, называется Тамга. То есть у нас в Башкирии Курай, он состоит из 7 родов. И вот на знаке нашем, на гербе, 7 этих Кураев, и 7 родов. И мы свою родословно ищем именно по этим знакам. Да, поэтому Да. очень сложно, конечно. Да, очень. Это нелегкий процесс, я же говорю. Например, 3 года с мужем искали. Это мы начали, знаете, когда? Так, у меня дочка 93-го года рождения, где-то в 2000-х годах, вот, когда им задали в школе задание, вот, по культуре родного края, 1 класс там, вот, тогда мы начали копать. У меня сейчас вот как просто не дома лежит. Там вот этот родился, это, потом еще там прибавились родственники с мужниной стороны, там еще кто-то. Мама дорогая, там детей же, как сейчас, не по одному ребенку, правильно? Там до 10, до 13 детей в одной семье. Рождение ко всем, кто родился, справка. Да, чтобы вот это все оформить по всем документам. По-другому никто ничего не принимает. Да. Ну, это у нас, у меня для себя главное, с которых уже начали уже убывать потихонечку люди. Вот это направление, вот эта краеведческая генеалогия показана всем сельским библиотекам со страшной силой, выгодно, необыкновенно. Очень, у нас есть примеры, не в республике, нет, в республике, да. Вот, когда вот так сделано родословное всего села, не такое маленькое село, но сделано, собрано родословно, и когда их сложили вместе, оказалось очень много стыковок, да, между семьями. То есть Все родственники. Да, у нас то же самое. Вещь, попробуйте вот в этом направлении как-то еще пошире. Классно. По мере возможностей, по временной рамке у нас. Вот. Что успеем, все сделаем. Все должны быть здоровы Ну, и благополучны. пока 2 работника, ну, Дальше. у нас ненормированный рабочий день 12 часов. Это не понятно. Пошла туда Спасибо и на большое. убила ставку или что? Нет, не дотянется, может не дотянется. Да. Следующий доклад. Повезло. Да. Следующий доклад. Наталья Николаевна Осипова, Тарханская, да, Кирская? Да, Тарханская. Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шемюринского района. Заведующая. Краеведение в библиотеках нового поколения. Тарханская сельская библиотека Шемюринского района Чувашской республики. Да, Это я. Немножко следим за временем, да? Да. Спасибо. С 30-х годов 20 века сельская библиотека в деревне Тарханы известна как хранительница традиций и культуры родного края. Это библиотека с богатой историей. Здесь постоянно кропотливо велась и ведется работа по сбору, сохранению и обеспечению доступности населения к документам по истории родного края. Необходимо отметить, что на территории нашего поселения нет музеев и краеведческих центров, поэтому сохранение истории и культуры края для нас особенно актуально. В рамках сохранения и продвижения краеведческой информации библиотека ведет летопись села с начала 2000-х годов.
собирает фото и аудиоматериалы, оформляем краеведческие альбомы, выпускает буклеты, собранную информацию старается довести до пользователей. Основными же источниками для написания истории села тогда были беседы со старожилами, подшивки газет, семейные и личные архивы земляков. С учетом реальных возможностей и условий еще в 2000-х годах с участием преподавателей, историков и краеведов в библиотеке был организован уголок лесного кондуктора «Вековой свидетель истории». Здесь были представлены ретро-фотографии об истории лесничества нашего района, макеты первой продукции предприятий города. И отмечу, что в деревне Тархана трудились такие знаменитые лесные кондукторы, как Ясковский Филипп Филиппович, выпускник Разумовско-Петровской лесной академии, Ашмарин Александр Иванович, первый выпускник Мариинско-Посадской низшей лесной школы, которые много сделали для наших дубрав. Многие документы, имеющиеся в фонде библиотеки, были переданы историками и краеведами из личных архивов. Это документы личного происхождения. Среди них фотографии, дневники, анкеты, характеристики, дипломы и подарочные экземпляры книг. Для их хранения выделены стеллажи, закрытые тумбы именно в библиотеке. Несомненно, личные архивы, хранящие документы повседневной истории, являются важнейшими источниками краеведческих исследований. С 2016 года на территории нашего района Шумерлинского с целью напоминания о необходимости защищать и беречь природное наследие, привлечения внимания значимости старых дубов, природной сокровищницы Чувашии, к вопросам экологии и окружающей среды реализуется комплексный проект «Вековой свидетель истории». Проект состоит из циклов мероприятий, раскрывающих многообразие культурного, исторического, природного наследия и традиций народов, населяющих Шумерлинский район. Используются разнообразные библиотечные формы просветительской работы. Лекции, беседы, экскурсии, библиотечно-музейные уроки, викторины, тематические мероприятия, мастер-классы, разработка туристических маршрутов и посадка деревьев. С краеведами и лесными служащими Шумерлинского района специалисты наших библиотек разработали краеведческие тропы, которые привлекают наших туристов своей самобытностью, красотой природы, историческими местами. В разработке троп нам помогали представители династии Сидоровых, которые по сей день трудятся в лесном хозяйстве нашего района. Совместно с краеведом-исследователем Поиндаевым Анатолием Никаноровичем и лесным служащим краеведом Кондратьевым Николаем Осиповичем ежегодно проходят групповые познавательные пешие и выездные экскурсии по историческим местам заготовки благородного дуба, корабельного леса. В экскурсию включено посещение дубовой аллеи, бережно высаженной библиотекарями нашего района вблизи места захоронения первого лесничего Ясковского. Экскурсии проводятся для взрослого населения не так часто, как для школ Шумерлинского района, для учащихся и преподавателей. В рамках реализации совместного краеведческого проекта Тарханской сельской и межпоселенческой библиотеки «Вековой свидетель истории» в 2018 году на территории Тарханского сельского поселения проведен фестиваль песен могучего дуба. Помимо торжественной части высадки дубовой аллеи в сельской библиотеке уголок лесного кондуктора был преобразован в мини-музей. В нем были представлены предметы деятельности лесного кондуктора, стол, где работал известный лесничий, его личные вещи, воспоминания дочери, архивные документы и фотографии. Интересна и сама биография Филиппа Филипповича Ясковского. Он родился в 1860 году, поляк, дворянин, сын офицера российской армии. В течение 37 лет трудился в Чувашии. Окончив лесную академию в Разумовско-Петровске, почти 20 лет возглавлял Тарханское лесничество нашего района. В музее также собраны материалы о других работниках леса, которые внесли значительный вклад в данную отрасль. Позиционирование района осуществлялось не только мероприятиями в поселениях района, но и интерактивной передвижной выставкой «Вековой свидетель истории», которая побывала во многих населенных пунктах района. Выставка показывает историю Шумерлинского района в разрезе его становления в другом ракурсе. Демонстрация передвижной выставки сопровождается интерактивными элементами и познавательными площадками.
Например, поляна забав – это зона вовлечения в старинные игры, забавы, традиции ведения быта, мастер-классы. Площадка искусства и творчества у лукоморья Дуб Зеленый – это зона приобщения к разнообразным видам искусства чувашского и русского народов. Фотовыставки, мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек. Выставка деревянных наличников, кружевные очи дома. Сказочный лес – это семейная площадка, зона вовлечения самых юных гостей фестиваля в культуру Чувашии через игровое чтение книг и пальчиковый театр. Площадка «Лесная аптека» – это зона народной аптеки, где дуб символизирует силу и долголетие. Вниманию посетителей представлены народные рецепты, экологическая продукция, изготовленная из дуба для дома и для бань. И был еще шуточный конкурс на лучшее вязание веника из дуба. Изюминка выставки – это мастер-класс создания дубовой клепки, показ лучшего видеоролика о шумерлинских дубравах. Мы выдвигаем свою гипотезу о зарождении города Шумеля, то есть решающим шагом развития района и города было не только строительство железной дороги, но и богатство дубрав, которые окружали наш район. Для успешной и деятельной реализации нашего проекта не хватало средств на сопровождение передвижной выставки. Это мобильные стенды, подставки, подиумы, изготовление макетов, сувенирная и рекламная продукция, художественно-оформительская работа и создание электронных носителей. Почему не идет презентация? Так неинтересно сейчас. Нет, у вас по времени, по-моему, поэтому слайды сами двигаются. Вот я даже не нажимала. Какой слайд теперь вам надо? Нет, не должно быть по времени. Нет, мы не делали по времени. Не знаю, я думала, наш оператор нажимает. Повздорили немножко. Ага. Ну, потом Ну, вот посмотрите. этот слайд. 15-й. 15-й? Для успешной и деятельной реализации нашего проекта не хватало средств на сопровождение передвижной выставки. Это мобильные стенды, подставки, подиумы, изготовление макетов, сувенирная и рекламная продукция, художественно-оформительская работа и создание электронных носителей. И вот накануне нового 2021 года сельская библиотека приобрела статус модельной библиотеки. На создание современного библиотечного пространства было выделено 5 миллионов рублей. Помимо многофункциональных выставочных зон, сенсорной комнаты, в концепции библиотеки мы модернизировали краеведческое пространство. И на сегодняшний день нам удалось воплотить задуманное. В библиотеке действует усовершенствованная переформатированная краеведческая зона с архитектурной подсветкой, наружное пространство многофункционально, и благодаря мобильной мебели в соответствии с форматом мероприятия, ожиданиями читателей, может трансформироваться в диалог пространства, лекторий, театральную площадку. Для хранения музейных экспонатов выделены стационарные стеклянные стеллажи, витрины и передвижные стенды. Библиотека оснащена новым мультимедийным оборудованием, позволяющим выполнить условия концепции библиотеки. Грамотно сочетая краеведческую экспозицию и мультимедийные средства, нам удается добавить положительное и яркое впечатление о проводимых мероприятиях, создать более заинтересованное ощущение от посещения библиотеки. Многие экспонаты, связанные с данной тематикой, хранятся в государственных музеях, архивах, и не было возможности показать их посетителю. Но здесь нам на помощь в библиотеке приходит совершенно другое современное оборудование. Нами приобретена, например, интерактивная песочница, которая позволяет наглядно показать формирование возвышенности и водоемов территории. Можно рисовать рисунки краеведческие. Для того, чтобы донести в наглядной форме информацию для разной аудитории, библиотекари привлекают своих главных активных друзей библиотеки, краеведов-исследователей. Мы понимаем, что там от умения вкусно подать проект, от личного обаяния организатора и координатора проекта, от его умения вести переговоры с заинтересованными в этой информации лицами зависит успех достижения поставленной цели. Кроме экскурсионных встреч, которые на данное время занимают основное время работы нашей библиотеки, в краеведческом зале проходят и круглые столы с участием известных лесоводов и краеведов. Особое внимание библиотеке уделяется наиболее сложным и одновременно наиболее перспективным направлениям. Работе
с музейными фондами, развитию краеведческой фотографии, созданию востребованных электронных краеведческих продуктов, новым формам краеведческой экскурсионно-туристической работы и продвижению услуг библиотеки в цифровой среде. Тарханская сельская библиотека активно сотрудничает с муниципальным архивом Шумилинского района, организуются совместные презентации и издания известных краеведов, участников Великой Отечественной войны. На базе библиотеки в рамках проекта «Земля Тарханская», которая была запущена в 2010 году с целью создания инновационных краеведческих ресурсов, ведется работа по созданию электронных коллекций Тархана в годы Великой Отечественной войны, истории «Застывшие мгновения», это у нас электронный альбом фотографий 20 века, олимпийский чемпион Валерий Ерды и Петр Сизов, заслуженный и народный художник Чувашской ССР. В этом году электронная коллекция Тархана в годы Великой Отечественной войны пополнилась летописью семьи Тарасовых «Истории семьи, истории победы». В этой исследовательской работе, проведенной совместно с краеведом Вячеславом Михайловичем Тарасовым, рассказывается об истории одной семьи, из которой на фронт ушли 4 сыновей, 2 внука, и все они вернулись живыми. Сотрудникам библиотеки проведена огромная и кропотливая работа по сбору и обработке материалов для воссоздания истории семьи Тарасовых, уроженцев Тарханского поселения. В работе представлены воспоминания краеведа и уникальные старые фотографии из семейного архива. Работа по увековечению памяти героев и участников войны будет нами продолжена. Благодаря современному оборудованию это издание «История семьи, история победы» оцифровано, обработано в электронном каталоге и размещено на сайте нашего учреждения в разделе «Цифровая библиотека». Любой из краеведческих проектов – это средство интеграции в социокультурное пространство нашего района. Долгосрочный партнерский краеведческий вышеупомянутый проект «Вековой свидетель истории» получил широкий резонанс среди населения и СМИ. Данная тема выбрана шумилинскими библиотекарями не случайно. Цель проекта – напомнить о необходимости защищать и беречь природное наследие, привлечь внимание жителей к уникальным деревьям, к вопросам экологии и окружающей среды. В библиотеке успешно пополняются ресурсы библиотеки презентациями, документами, экспонатами, выступлениями совместно с краеведами и исследователями. Издан также библиографический указатель «Дело жизни, служение лесу», посвященный истории развития лесного хозяйства в Шумилинском районе. Материал широко используется при проведении мероприятий не только в библиотеках района, но и в учебных заведениях при проведении уроков по краеведению, истории и научно-практических конференций и краеведческих чтений. Указатель стал участником Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», проводимый Российской библиотечной ассоциацией, секцией краеведения в современных библиотеках и Российской национальной библиотекой. Тарханская сельская библиотека, помимо краеведческой базы, в традиционном виде ведет свою краеведческую электронную коллекцию. В ней представлены не только полученные в дар или сформированные самой библиотекой в ходе краеведческой деятельности документы, но и самостоятельно изданные буклеты, брошюры и летописи. Все представленные документы открыты для общественного пользования, чтения и скачивания. Документы собраны согласно 4 части Гражданского кодекса и заключаются договоры социально-правового характера с правообладателями на размещение в сети интернет. Это только часть работ, которую сегодня ведет наша библиотека. Мы стремимся создавать новые краеведческие продукты, популяризовать историю и культуру края, сохранить имеющуюся информацию и довести их до пользователей. Благодаря национальному проекту «Культура» и федеральному проекту «Творческие люди» нам, специалистам библиотеки, удается укрепить свои знания, научиться работать по-новому, пообщаться с коллегами других городов, практиковаться и применить хорошие идеи в своей практике. И благодаря новым условиям в нашей библиотеке увеличилось посещение по сравнению с 2019 годом в 2,5 раза. Если тогда составляло за первый квартал 1334, то в этом году за первый квартал 2956, чему мы очень рады. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы, коллега? Сколько квадратных метров библиотека? 200 с копейками. Сейчас новая. Смотрите, есть единственная, пожалуй, вещь, которая меня вызвала напряжение.
дверьки, а так Значит, чуть-чуть. вот внимание всем, да, если вы храните редкие книжки, архивы, вот такие краеведческие, убирайте их со света. Что вы делаете в норме? Вы сразу, как только получили, один раз сканируете, внимание, один, потому что в следующий раз, со следующего раза, со второго, вы начинаете документ убивать. Один раз сканируете с хорошим разрешением, 300 точек не меньше, да, 300 dpi, и больше вы этот документ не выставляете ни в каких витринах. То есть редкий случай, когда очень надо, ненадолго. Ну-ка, И выставь. все, вот он пошел в папочку. Да. Вы заказали папочки? Ну, мы в файлах пока храним, в файлах. И... Вот когда будут деньги у вас, заказывайте папки из бескислотного картона. Они дорогие. Нет из бескислотного, берите из самого хорошего, какой есть. Да? И вот это все лежит навсегда там. А выставляете вы для красоты копии. Да, у нас копии. Осторожно. Фотографии. И не покупайте витрины металлические новые. Они, не всякие пластиковые, они испускают вредные газы. В общем, сборник проблемы краеведческой деятельности библиотек, последний изданный, нет Омского семинара, значит, это сборник 2018 года. Большая статья Екатерины Михайловны Лоцмановой, а сборник доступен уже у нас в интернете, большая статья Екатерины Михайловны Лоцмановой, специалиста по реставрации и консервации фондов, о том, как хранить такие материалы, как выбирать мебель, всю боездобы делать на самом деле, да, как выбирать мебель, в каком режиме можно хранить, в каком режиме можно экспонировать. И большой мастер-класс в этом году в нашем очередном диалоге. Осторожнее, если вы работаете с такими материалами, это не шутка, вы потеряете их навсегда. А так очень здорово, по-моему, хорошо. Приезжайте к нам в гости. Да, и тема. Только еще звоните. Короткая реплика еще. Когда вам не хватает архивных источников, вот идет по вашим лесным кондукторам, да, не забывайте, что источников довольно много печатных, старых, в которых есть информация о конкретных ваших людях. И о лесных кондукторах, и о лесах, ну просто море. Значит, вот опять-таки нет времени ни на какую лекцию, не забывайте о них. Вот. Ну это так, спокойно, если будут вопросы, ответьте. Давайте так гадать, вы живы вообще все? Или уже не очень? Можно, наверное, чуть. Давайте 5 минут перерыв, просто разные ноги, потому что... А, вон оно что. Раз, два. Как Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня сейчас хорошо слышно? Да, хорошо слышно. Ага. Да, слышно, да. Сейчас, подождите. Так, хорошо. Так, Лидия, хотела узнать, фамилия, имя, отчество у нас кто? Кузичева Лидия Сергеевна. Куличева. А вот он, Александр Александрович. Так,
А вы у нас Куличева. Судя по всему, сейчас мой доклад должен звучать. Нет, Я на некоторые... сейчас у меня доклад идет... Лидия Сергеевна, это вы? Да, Кузичева, да? да, Кузичева. Хорошо, все понятно. Так, тогда все. Попробуйте, пожалуйста, это вывести. Сейчас я посмотрю у себя. Да, вы Так можете... я вывожу себя сначала, да, как договаривались, то есть Да. я приветствую коллег. Или мне презентацию включить? Да, это я, да. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. В траве сидел
Отлично. Видеолан Дона Йоркес. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня уже представили. Я тоже работаю в модельной библиотеке. Наша библиотека стала второй модельной библиотекой в республике и первой модельной детской библиотеки. И сегодня мы онлайн. Я должна была приехать и поздравить библиотеку вашу с юбилеем, поздравить с юбилеем дружелюбную Республику Чувашию, но, к сожалению, получилось как получилось, и будем разговаривать онлайн. Родной край, малая родина, то место, где появился на белый свет. Сделал первые шаги, сказал первые слова. Увидел солнце, небо, землю, первую травинку, цветок, дерево, животное. У каждого оно свое. Все мы родом из детства. Для юного человека город, край, место, где он родился, это та среда, которая способствует воспитанию личности, активизирует познавательный процесс. Возможности краеведения позволяют объяснить подрастающему поколению, почему мы должны объяснить нормы человеческой жизни, почему мы должны беречь природу и окружающую среду в целом, сохранять и приумножать историческое и культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники культуры и истории и культуры, памятники истории и культуры, относиться друг к другу гуманно, вне зависимости от каких-то наших особенностей, социального положения, богатства, цвета кожи, религии и прочего. Наша Республика Коми расположена она на северо-востоке в европейской части России, входит в Северо-Западный федеральный округ. Площадь ее более 400 тысяч 16 тысяч квадратных километров. В Республике Коми проживают более 120 национальностей. Это коми 23%, большинство, конечно, русские 65%, а также другие народы. Это украинцы, белорусы, немцы, азербайджанцы, башкирцы, марийцы и прочие. Коми уникальный по своей сущности народ с богатейшей культурой. Сегодня коми прилагают массу усилий для того, чтобы традиции их предков не были забыты. Основные этнические группы коми – это верхневычегодцы, вымичи, ижемцы, печорцы, прилузцы, сысольцы, ударцы. Библиотеки нашей централизованной системы ведут активную работу в краеведческом направлении, ставя цель сохранить и передать знания о народе подрастающему поколению. Литературно-познавательные встречи, литературно-краеведческие часы, громкие чтения, краеведческие игры пробуждают у подрастающего поколения интерес к истории родного края. Для проведения таких мероприятий мы используем специально оборудованное место в нашей библиотеке. Это фольклорная изба. Но для увеличения охвата детской аудитории и с целью вовлечения их в интерактивную краеведческую деятельность на сайте нашей централизованной библиотечной системы есть раздел «Каруселька», в котором детская страничка «Каруселька», в которой есть раздел «Комичом». Заходим мы на наш сайт, и в правой части страницы мы видим «Каруселька», детская страничка. Я выделила желтеньким цветом. Нажав на эту страничку, переходим в раздел «Комичом». И посетителей встречает теплое приветствие. Добро пожаловать в Комичом, в избушку, в которой живет волшебство коми-сказок, преданий и легенд. Здесь ты сможешь познакомиться с узорами коми-орнамента удивительной красы. Сможешь узнать, во что играли коми-дети, какие костюмы носили, какие приметы верили и многое-многое другое. Все интересные материалы о коми-крае в домике расположены по разделам. В каждом разделе есть урок, который знакомит с определенной темой, а после урока ждет игра. Добро пожаловать в коми-избушку. Второй раздел – это время читать. Итак,
мы перешли с вами в первый раздел «Кубышка знаний и городок игр». Раздел «Кубышка знаний и городок игр». В нем, как я уже сказала, представлены уроки, посвященные каждой определенной теме. В каждом уроке содержится теоретическая информация в виде иллюстрированного текстового материала или видеороликов, созданных библиотекарями наших библиотек, филиалов. После теоретической части виртуальные пользователи могут поиграть в викторины, порешать филворды, найти соответствие, то есть закрепить полученные знания посредством игры. А в конце каждого урока мы приводим библиографический материал, иллюстрированный библиографический список с книгами, которые помогут узнать больше на данную тему. На данный момент было всего разработано 8 уроков, в том числе традиционная коми-изба, дивные коми-узоры, герои мифов и легенд коми-народа, коми – родина лыж, коми – национальный костюм. Для примера мы с вами разберем один из уроков. Для этого я сейчас переключусь. Секундочку. Для этого я сейчас переключусь на наш сайт. Вы видите сайт на слайдах, да, сейчас? Ну, я думаю, да. Как я уже показывала, мы переходим на детскую страничку «Карусельку». Вот здесь мы видим комичом нашу избушку. И на примере третьего урока я покажу, как это все у нас работает. В этом уроке содержится информация про коми-избу. Заходим, видим информацию, здесь представлена текстовая информация про коми-избу, изображение коми-избы с названием ее частей на коми и на русском языках. Также в этом уроке есть видеоролик, посмотрев который, можно более подробно познакомиться с бытом нашего народа, а также услышать, как звучат названия частей избы на коми-языке, произнесенные носителем языка. Для примера я включу вам буквально очень маленький фрагмент. У меня сейчас видеофрагмент, я же перешла на сайт. Не слышно вас. Видеофрагмент было не слышно, да? Да. Не видно и не слышно. Как интересно. Вы, наверное, сделали, точнее, расшарили только саму программу PowerPoint, а не рабочий стол. У меня полностью идет демонстрация экрана. Нет, у вас Нет, да? нет, вы демонстрацию PowerPoint включили. Закройте демонстрацию и включите заново, и выберите уже окно. Не окно, а экран сам. Да, вот теперь да. Коллеги, простите, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим буквально маленький фрагмент, еще раз, да, я об этом скажу, про то, как этот ролик, как у нас это работает на сайте. Сейчас звука нету. Там идет, наверное, звук у вас с микрофона. Угу. Так.
Ладно, давайте мы выключим тогда видео. Расскажу об этом. И перейдем на PowerPoint. Давайте тогда без видео. В общем, это тот ролик, как я сказала, где вы можете посмотреть. Создан он в краеведческой нашей фольклорной избе. Если будет желание, можете зайти на сайт и посмотреть. Для этого урока был специально создан макет коми-избы, и на него были тоже наклеены вот такие таблички. В конце урока наших пользователей электронных ждало задание, которое вот так вот звучит. Верса не знает названия частей коми-избы и все перепутал. Твоя задача расположить правильно значки указателей и названия элементов традиционной коми-избы. После этого представлен библиографический список, где можно узнать больше информации. Второй раздел нашего сайта – это «Время читать». Вот так вот он выглядит на нашем сайте. В нем представлены также видеоролики с чтением книг на коми-языке. Что примечательно, что книги читают наши читатели и также библиотекари, являющиеся носителем коми-языка. Как мы работаем с нашим коми-чомом? Он рекомендуется коми-чом детям, которые интересуются той или иной краеведческой темой, во время проведения мероприятий краеведческих в библиотеке и за ее пределами. В нашей группе ВКонтакте также появляются посты о пополнении раздела, и планируется работа с разделом коми-чом в рамках нашей смарт-команды и марафона виртуальных книг. Мы очень надеемся, что наш ресурс посетит еще большее количество пользователей, он будет пополняться и видоизменяться. Мы будем рады новым посетителям и новым пользователям. И большое спасибо за внимание. Коллеги, если есть ко мне какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Спасибо большое. Спасибо за выступление информативное. Извините еще раз за заминки. Ничего страшного. Есть ли у нас вопросы или комментарии? Спасибо большое. Спасибо. Молодцы. Спасибо Здорово. вам большое за приглашение Спасибо. и возможность поучаствовать. Так, значит, коллеги, вот сейчас у нас будут небольшие перестановки. Вот, потому как у нас удаленные докладчики. Ну что делать? За счастье слышать тех, кто не смог приехать, надо платить некоторыми передвижками. У нас сейчас будет выступление, значит, тоже из Коми-края. Это, наверное, из Республики Коми. Наталья Ивановна Ветошкина, Национальная библиотека Республики Коми, главный библиотекарь. Онлайн-проекты по сохранению коми-языка. Значит, Наталья Ивановна там готова, да? У нас есть все? Можем? И потом будет еще одна перестановка. Мы немножко ломаем схему, но что делать? Пожалуйста, включаем. У меня должно быть видео. Должно быть видео. У нас видео все в порядке, мы можем запустить? Да, сейчас все будет в порядке. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Ветошкина Наталья. Я работаю в Национальной библиотеке Республики Коми в отделе автоматизации и электронного обслуживания. И сегодня я хотела бы рассказать вам об онлайн-проектах по сохранению коми-языка. Согласно указу президента Российской Федерации о стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Особое значение уделяется созданию оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации. С какими проблемами мы сталкиваемся? Во-первых, существует малое количество изданий классической детской литературы, переведенной на коми-язык. Во-вторых, небольшое количество доступных электронных ресурсов, которые можно использовать в образовательном процессе. В связи с этим мы создаем проекты, которые помогают продвигать коми-язык. И я сегодня хотела бы рассказать вам о двух проектах. Во-первых, это проект по созданию игры «Угадай, прочитай». Во-вторых, это проект «Сказка на ночь в каждом доме». Если мы зайдем на сайт Национальной библиотеки Республики Коми, то в разделе «Краеведческие ресурсы» мы увидим в том числе информацию об этих двух проектах. Можем почитать дополнительно. Начнем с проекта «Угадай, прочитай». Цель проекта заключается в создании и популяризации настольной и электронной игры на коми и русском языках «Тедмов Лыдди» или «Угадай, прочитай». Какие стояли перед нами задачи при реализации этого проекта? Во-первых, оцифровать популярные произведения, переведенные на коми-язык из фондов Национальной библиотеки. Во-вторых, создать прототип настольной игры. В-третьих, создать приложение игры ВКонтакте. В-четвертых, презентовать проект, подготовить рекламный ролик и продвигать этот проект в СМИ. И в-пятых, написать и отправить отчет о реализации проекта грантодателю, поскольку мы получили грант на реализацию этого проекта от Министерства национальной политики. Мы участвовали в конкурсе «Этноинициатива» в 2017 году. Если мы зайдем в группы ВКонтакте Национальной библиотеки, вы видите группу, собственно, Национальной библиотеки Республики Коми и отдела Национальной библиотеки, отдела автоматизации электронного обслуживания, то вы увидите здесь ссылки на игру, которая была создана в приложении ВКонтакте «Угадай, прочитай». Как мы вообще пришли к идее создания этого проекта? В фонде библиотеки имеется произведения русской и зарубежной детской художественной литературы, которые были переведены на коми-язык преимущественно в середине 20 века. Я думаю, что у многих национальных библиотек имеются такие подобные переводы, такая подобная переводческая литература. Это сказки и былины, труды Герцена и Гоголя, Короленко и Лермонтова, Некрасова и Чехова. Среди зарубежных писателей есть произведения Джонатана Свифта, Даниэля Дефо, Эрнста Гофмана и братьев Гримм. И вот как раз на основе этих проектов на основе этих изданий мы создали проект. Существует два варианта игры. Это настольная и электронное приложение ВКонтакте. Электронная игра состоит из 3 блоков на 2 языках, на русском и коми. Перед началом игры участникам предлагается выбрать язык игры. Каждый блок состоит из 30 заданий. В ходе игры участникам необходимо пройти все 3 блока на выбранном языке. Первый блок. Нужно отгадать произведение по словам-подсказкам. И чем большее количество подсказок откроет игрок, тем меньшее количество баллов он получит. Второй блок. Нужно отгадать произведение по фрагменту текста. В этом блоке участникам нужно отгадать произведение, прочитав отрывок. Чем большее количество времени потратит игрок, тем меньшее количество баллов он получит. Поэтому отвечать нужно быстро. Третий блок. Нужно отгадать произведение по иллюстрации. Здесь также, чем большее количество фрагментов откроет игрок, тем меньшее количество баллов он получит. Прежде чем пустить игру в оборот, мы проводили тестирование и привлекали волонтеров, коллег, которые владеют коми-языком, из Национальной библиотеки Республики Коми, а также из муниципальных библиотек. Нам оказали очень большую помощь, и мы отметили наших коллег благодарностями, получили хорошую обратную связь, сделали определенные выводы и пересмотрели некоторые правила игры. Например, в первоначальном варианте игрок не мог перейти ко второму блоку, не решив все задания первого блока. Потом мы решили от этого отказаться. Во-вторых, мы ввели альтернативные варианты перевода названий произведений. В-третьих, на перспективу получили рекомендацию брать в работу оригинальные тексты, как более качественные.
В игре имеется рейтинг, и игрок всегда может посмотреть, на каком уровне он находится по отношению к другим игрокам. А здесь вы видите фотографию игры, которая была распечатана и существовала в настольном варианте. Мы активно используем эту игру, когда в работе книжного читального зала, летнего дворика с выходами в парке города Сыктывкара. Продвижение этих проектов завязано на электронную библиотеку. Если посмотреть одно из заданий, мы видим, что в правом нижнем углу карточки игры есть ссылка на полный текст. То есть, если игрок не может ответить на вопрос, он может всегда подглядеть в первоисточнике. И кликнув на кнопочку в правом нижнем углу, он попадает на текст оригинала и может почитать произведение. И поэтому, естественно, наши пользователи активно пользовались этими ссылочками, и это повлияло на выдачу Национальной электронной библиотеки Республики Коми. Во-первых, они узнали, некоторые из них, о том, что у нас есть такая Национальная электронная библиотека. А во-вторых, вот они очень активно пользовались. Вы видите данные на слайде. То, что в 2 раза выросла выдача по сравнению с предыдущим годом. Второй проект – это «Сказка на ночь в каждом доме». Он стартовал в 2015 году в рамках Года литературы в Российской Федерации и Года патриотизма при поддержке Союза писателей. Проект заключается в том, чтобы создать электронный краеведческий ресурс аудиозаписей народных сказок и произведений писателей Коми на государственных языках, коими являются коми и русский язык. Какие стояли перед нами задачи? Во-первых, отобрать произведения, которые будут озвучиваться. Во-вторых, организовать подписание договоров с авторами и правообладателями. В-третьих, организовать работу по выбору вариантов озвучивания текста. Тексты озвучивали либо сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы, либо сами авторы. Следующая задача – запись текстов, размещение на сайте и продвижение. Вы видите интерфейс проекта на сайте. Мы разделили, здесь такая простая структура, мы разделили сказки на коми-языке, на русском языке, и дальше деление шло на авторские и народные сказки. Вот видите тоже интерфейс на культурной карте Республики Коми, как выглядят эти авторские сказки. Также они были продублированы в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. И здесь я хотела бы показать вам один такой вариант продвижения ресурса. Это в рамках республиканского конкурса читательских предпочтений «Республику свою по книгам узнаю» была создана номинация специально «В гостях у сказки», где дети слушали эти аудиосказки и рисовали. Самые лучшие рисунки были размещены на сайте. Я уже говорила о том, что эти проекты создаются во многом для продвижения Национальной электронной библиотеки Республики Коми. И мы открываем точки доступа к Национальной электронной библиотеке Республики Коми не только на территории всей республики, но и за ее пределами. Например, в Вологде, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кудымкаре, Саранске. И если у вас есть желание тоже присоединиться к этому проекту и получить бесплатный доступ, то для этого необходимо выполнить 2 условия. Во-первых, приобрести фиксированный IP-адрес, то есть постоянный IP-адрес, и отправить заявку на почту, которая указана на экране. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться по контактам, которые указаны на экране. А я готова ответить на ваши вопросы сейчас. Спасибо за внимание. Программу игры разработала, сама библиотека разработала или взяли что-то готовое? Вот отвечайте. Да, ребят, нам сейчас ответят. Игру разрабатывала сама библиотека, специалисты библиотеки. У нас есть в штате программист, так что можно сказать, что нам повезло. Плохо слышно. Вот микрофон.
Что за программа, да? Программа — это приложение ВКонтакте. То есть мы заходим в ВКонтакте, есть там разные игры, и вот заходим в одно из приложений, по ссылочке можно прийти, посмотреть, как это все устроено. Скажите, пожалуйста, «Сказка на ночь в каждом доме», я ее знаю действительно давно, она в 2015 году начата. Она развивается в каких-то отношениях? Она, Да, конечно. Вот скажите про это несколько слов. Как она развивается, как она меняется? Добавляются новые авторы, добавляются новые аудиозаписи. Вот, к сожалению, у нас есть такая очень известная в республике сказочница Соломония Пылаева. Она в этом году умерла, но мы вот, слава богу, успели подписать с ней договор и записать тоже большое количество сказок. Такое у нас. Ну, то есть, как бы проект продолжается. Дело в том, что проектом этим занимается не наше отдел, а отдел краеведческой и национальной литературы, поэтому, может быть, я не все нюансы знаю, но знаю, что проект продолжается, потому что в том числе сказки поступают к нам в электронную библиотеку, и поэтому... Спасибо. Еще вопрос. Вот у вас проект «Сказки на ночь в каждом доме», у вас там представлены аудиозаписи, аудиофайлы, не видео, я правильно поняла? Аудио, да. И есть еще текстовые в электронной библиотеке. Ну, у вас же там можно видеть, как человек читает, я помню, да? То есть можно включить так, чтобы было видно читающего перед микрофоном человека. Я не ошибаюсь? Вы, наверное, с кем-то путаете. Ну, может. Нет, у нас аудио. Но у нас недавно в Национальной электронной библиотеке появилась видеоколлекция. Ну, то есть я думаю, что, в принципе, эта коллекция будет развиваться, и со временем, я думаю, что это даже спасибо за такую подсказочку. Ну, с видео это было бы, конечно, богаче. Но вообще, коллеги, я должна сказать, что вот всем, да, но особенно республикам, оба проекта очень мощных, очень таких, я бы сказала, безупречных. Давно знаю, вот один из них точно, вот этот «Сказку на ночь», это то, что можно рекомендовать абсолютно всем. Это здорово сделано, и респект нашим коллегам из Национальной библиотеки Республики Коми, краеведам. Вопрос, можно, да, извините, пожалуйста. Да? А сколько авторов у вас представлено вот в этом проекте? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. У нас там авторов, наверное, порядка 10, и еще много национальных сказок, то есть без автора. Народных. Да, Где записи производятся? У нас сейчас в Национальной библиотеке происходит ремонт, и мы в скором времени будет оборудовано помещение, и я думаю, что у нас будут очень хорошего качества аудиозаписи. Да. То есть в библиотеке, да, записи производятся, я правильно поняла вас? Угу. Спасибо большое. Спасибо. Есть Пожалуйста. еще вопросы? Спасибо большое. Привет Национальной библиотеке Республики Коми. Спасибо большое вам. Так, значит, давайте тогда так. У нас есть, нам надо еще пропустить, будет вне очереди, до 5 часов, то есть еще есть время, доклад из Карелии, но пока мы тогда пойдем немножко дальше. Я думаю, что мы через, наверное, доклад вот, сделаем перестановку очередную, чтобы нам не совсем сбиваться с курса. Итак, следующий у нас докладчик, здесь присутствующий, я полагаю. Так, Елена Анатольевна Волкова, региональная информационная библиотечная система Севастополя, председатель региональной общественной организации Севастопольского общества русской культуры, директор. Проектная деятельность севастопольских библиотек в области краеведения. Где у нас докладчик? Я докладчик, можно мне? Микрофон? Да. Нет. Ну, без микрофона, да, запросто. Но можно и микрофон. Да. Давайте сюда. Да. Радиомикрофон. Слышно меня? Да. Слышно меня? Уважаемые коллеги, уважаемая Надежда Михайловна, мне очень приятно присутствовать на таком столь престижном форуме. Наверное, я сейчас как-то изменю вашу вот тенденцию и немножечко вклинюсь со своим, так сказать, вот со своим ресурсом, потому что город-герой Севастополь
Наверное, это особенный регион. Вы знаете, что в 2014 году произошло судьбоносное событие, и два новых старых региона вошли в состав Российской Федерации, но, собственно, вернулись в родную гавань, скажем так. Поэтому в такой знаменательный день, как 22 июня, день, имеющий значение для города Севастополя, наверное, как ни для какого другого региона, потому что еще до объявления войны в 2 часа 45 минут на Севастополь уже сбрасывали донные мины в акваторию Севастопольских бухт для того, чтобы флот не мог выйти на защиту рубежей нашей страны. Можно полуминутный ролик такой, чтобы вы были сопричастны моему родному городу? Запустите, пожалуйста. Маленький, полминуты. Это слова Льва Николаевича Толстого, которые сказаны о Севастополе. Вы знаете, он воевал на бастионах. Но это... Сказать, что Севастополь – это не только город-герой. Севастополь – это еще город-регион, занимающий огромную территорию на юго-западе Крымского полуострова, город федерального значения. Он всегда был особенный, имел особенный статус и при нахождении нашем в составе Украины. Это был город республиканского, сейчас при Украине, сейчас это город федерального подчинения. Если мы с вами знаем, что Москва – это столица нашей Родины, Санкт-Петербург – это культурная столица, а Севастополь – это патриотическая столица. И это действительно так, потому что наша богатейшая история, она просто на генетическом уровне, наверное, передается от старшего поколения младшему. И этот лозунг «Мы помним, мы гордимся» говорит о том, что вся история, начиная от легендарного древнего Херсонеса, откуда пошло православие на Россию. Вы, наверное, все знаете, что крещение пошло именно с Севастопольской земли, с древнего Херсонеса, где принял крещение наш славный князь Владимир, и потом уже понес его дальше. Период Крымской войны 1853-56 годов, период Великой Отечественной войны. Все это наши исторические вехи, и все это та область краеведческих исследований наших, которому мы посвящаем всю нашу работу. Но о былом, как говорится, не будем говорить о современности. Итак, март 2014 года стал отправной точкой отсчета новейшей истории Севастополя. Именно после этих известных событий, после русской весны, после вхождения в состав Российской Федерации, началось в библиотеках возрождение библиотеках Севастополя, возрождение библиотечного краеведения. Полистайте, пожалуйста. В нашем городе уникальная система сложилась библиотечного обслуживания. Библиотеки региональной РИПС, региональной информационно-библиотечной системы города Севастополя, осуществляют библиотечное обслуживание всего Севастопольского региона. Что такое библиотеки РИПС? Это центральная городская библиотека, носящая имя Льва Николаевича Толстого. Вот она справа в уголочке, там есть ее большая фотография, можно показать следующий.
ну, хорошо, Центральная библиотека имени Толстого и 40 библиотек-филиалов. Это большая система, и она, собственно, единственная, которая осуществляет библиотечное обслуживание. Центральная городская библиотека выполняет функции региональной, субъектовой библиотеки, основного методического центра для библиотек всех систем и ведомств, для учебных, наших школьных библиотек и так далее. У нас нет отдельно вот, центральной региональной, как у вас, у нас нет центральной детской, юношеской, у нас все это вот занимается, весь регион покрывает наша система. У нас есть часть библиотек-филиалов, которые именные, носят имена писателей, посетивших наш город-герой Севастополь в разное время. Это библиотека не только Толстого, это библиотека Ахматовой, Александра Куприна, Александра Грина, Станюковича, Аверченко и так далее, и так далее. Ряд библиотек имеют просто тематическую направленность, допустим, Центр гуманитарно-технической информации, Центр молодежных инициатив, региональный центр межкультурных коммуникаций, и так далее. То есть каждая библиотека, в общем-то, имеет свое какое-то особенное лицо, разброс по всему региону. Дальше полистайте, пожалуйста. Вот наша центральная городская библиотека, она находится в историческом центре Севастополя. Это памятник архитектуры местного значения, это визитная карточка. Она это ее, так сказать, да, центральный вход, она располагается дальше, вдоль. Я не знаю, Надежда Михайловна, вы были у нас? Не были ни разу. А с моря это здание белокаменное смотрится просто как белый корабль. А мы из окон библиотеки видим наши замечательные севастопольские как бы бухты. Здание было построено в 1953 году по проекту архитектора Ушаковой. И это тоже краеведческий аспект, надо отдать должное нашим севастопольским архитекторам, которые после войны отстояли застройку современного Севастополя, потому что из кабинетов московских Севастополь представлялся совершенно другим городом. И именно группе наших севастопольских архитекторов удалось отстоять наш легендарный белокаменный город, который в переводе с греческого обозначает «город, достойный поклонения». Вот такое наше здание. Сейчас это современный многофункциональный центр, это место притяжения, это центр культурной жизни города, где происходит наш девиз «Сохраняя традиции, смотрим в будущее», внедряем новые технологии, новые формы обслуживания и так далее. Конечно, после 2014 года перед библиотеками Севастополя открылись широкие возможности. Мы получили возможность интегрироваться и интегрировались успешно уже, я думаю, в культурное пространство Российской Федерации. У нас уже более 40 договорных отношений и с федеральными библиотеками, и Российская государственная, Российская национальная, президентская, историческая, специальные библиотеки субъектов. У нас побывало уже очень много наших уважаемых, дорогих коллег, чему мы бесконечно рады. И вы знаете, что больше всего нас тревожило? То, что мы как бы окажемся в последнем эшелоне. И вот это придавало нам ускорение двигаться и порой даже опережать другие субъекты. Так уж сложилось. Чтобы двигаться, мы быстро ускорялись. В 2016 году, можно полистать потихонечку, краеведение становится после 2014 года приоритетным направлением в деятельности наших библиотек. Мы провели очень масштабную модернизацию в 2016 году. Мы приобрели планетарный книжный сканер, который позволяет нам осуществлять оцифровку книжных фондов. Мы приобрели многофункциональный комплекс библиотечного обслуживания, ввели РФИД-частотные метки, книжный фонд, это только центральная библиотека. Сделали очень-очень много. У нас нет специализированной библиотеки. И в 2014 году, понимая, где мы оказались в Российской Федерации, понимая законодательную базу, мы вышли с инициативой создать при Центральной городской библиотеке отдел, который бы занимался обслуживанием данной категории читателей. Этот отдел успешно развивается. Сейчас у нас уже мало, просто не хватает места. Техника у нас замечательная. И стоит задача создания, это моя мечта. Я думаю, что мы ее как бы осуществим, создание библиотеки в Севастополе, специализированной библиотеки. А краеведческая деятельность у нас развивается, я бы сказала, по 4 основным направлениям. Это историческое, экологическое, этнографическое и литературное краеведение. Краеведческая коллекция нашей литературы, надо сказать, наверное, что фонд региональной информационно-библиотечной системы в целом насчитывает 1 300 000
единиц хранения, фонд Центральной городской библиотеки около 300 тысяч единиц хранения. Сводный краеведческий каталог, вы видите здесь цифры, грузить цифрами сильно не буду. Книжная коллекция была выделена и приближена максимально к читателям, то есть у нас в открытом доступе можно получить, взять в руки, почитать, полистать интересные издания, касающиеся истории нашего города, Севастополя, ну и в Крыма в целом. Был создан Центр краеведения, при этом центре успешно функционирует историко-краеведческий клуб «Визир», который объединяет и краеведов, и любителей, и специалистов в области краеведения. Члены этого клуба принимают активное участие во всех практически наших мероприятиях, а также участвуют в проектной деятельности. И вот именно благодаря успешной проектной деятельности усиливается роль библиотек в местном сообществе, изменяется качество предоставляемых услуг, и библиотеки приобретают свой неповторимый облик, имидж, появляются новые перспективы в работе. Хочу остановиться на нескольких, чтобы не перегружать вас. У нас проектов очень много, у нас очень большой объем, так сказать, наших работ и услуг. Но историческое краеведение. Замечательный проект, он сейчас будет пересекаться с некоторыми проектами, которые уже вот здесь были озвучены. История Севастополя газетной строкой. Вы знаете, что Севастополь был освобожден ровно за год до Великой Победы. 8 мая штурм Сапун-горы, 9 мая 44 год освобождение, и 10 мая Москва уже салютовала по поводу победы и освобождения Севастополя. 250 дней героической обороны, Севастополь держался. Севастополь отчасти ушел под землю. Был подземный Севастополь. Подземный Севастополь существовал, жил. И когда мы приступили, это было 2 года назад, наверное, чуть больше, к оцифровке нашей основной севастопольской газеты «Слава Севастополя». Начиная с 1945 года экземпляры, которые хранились у нас в фондах и фондах редакции газеты, и единичные, начиная с 1942 года. Это уникальнейшие материалы, потому что я не могу похвастаться, что в Севастополе есть памятники книжные, их у нас просто нет. Может быть, нет того, что есть в ваших фондах, фондах национальных республиканских библиотек. Почему? Потому что город был дважды разрушен до основания, и все то, что было ценного, было дважды утеряно, просто утеряно. Город был перепахан, и для сведения, допустим, аэросъемка послевоенная, аэросъемка сверху, да, насчитала уцелевшими в городе Севастополе всего 7 крыш. Это даже были не отдельные сооружения, просто 7 уцелевших крыш. Все остальное было разрушено. И вот те донные мины и те снаряды тоннами и десятками, да, до сих пор извлекаются из севастопольской земли, до сих пор останки воинов, и до сих пор эта память бередит наши сердца, души, и мы не можем к этому... То есть это основное направление, историко-патриотическое направление. И вот эти номера были отсканированы, но, как вы правильно заметили, Надежда Михайловна, не просто отсканированы. Мы просто пропустили, специалисты, которые этим занимались, они пропустили через себя все материалы, которые там они находили. И как бы сделали такую выжимку отдельных тематических подборок. Допустим, ну там что там есть еще полистать или нет, что там следующий. Хорошо, вот здесь остановитесь. Это лица Севастополя, допустим, это какие-то персоналии, да, защитники, освободители, дальше восстановители, там, представители черкасовских бригад, это наши работники культуры, библиотечные работники, которые, это все в заметках, да, в заметках периодической печати, которые, так сказать, поддерживали боевой дух. Это наши медики, потому что подземный Севастополь, подземные госпитали, не хватало воды, но было вино и шампанское. И поэтому раны промывали вином и шампанским, бинты стирали в вине и в шампанском. Вот. Подвиг детей. Вот недавно буквально принесли нам личный архив бабушка, но она была девочкой. Ей мама заплетала косички, а в косички вплетала донесения какие-то. Девочка не знала об этом, но она невольно подвергала свою жизнь, и родители подвергали жизнь своего ребенка опасности, но она являлась своеобразным таким связующим звеном между. Вот. Поэтому подвиг ли это? Да, это подвиг, это история. И вот мы делаем, кстати, на научной основе то, о чем вы говорили, Надежда Михайловна. Мы описываем все, мы описываем каждый случай, каждый фотодокумент, каждое воспоминание, каждое письмо, кто принес, когда принес, в связи с чем принес. Ну, это большая-большая такая работа. Эта работа позволила нам
активизировать свою издательскую деятельность. Это титульные, вернитесь, пожалуйста, это титульные листы 2 наших альбомов. Один альбом был выпущен к 70-летию освобождения Севастополя, и второй альбом уже к 70-летию, так сказать, Великой Победы. Вот первый альбом «Севастополь в бою и труде», вот первый альбом, 44-й, 54-й год, 44-е освобождение, а 54-й, почему 54-й? Потому что Севастополь попал в десятку городов, подлежащих первоначальному восстановлению, и, собственно, за 10, за 11. В 1954 году был восстановлен жилой фонд в довоенном объеме. Это уникальные темпы строительства, потому что поэтому подвиг боевой, он равнозначен подвигу трудовому. Это 2 подвига, которые невозможно отделить. И поскольку все меньше и меньше, мы слышали сегодня, уходят из жизни ветеранов, их практически нет, то еще герои, которые совершили трудовой подвиг, есть они, есть их потомки, есть архивы, есть материалы, те, которые мы сейчас очень кропотливо собираем. Порядка 200 страниц в одном и втором альбоме, а вот этот альбом «Севастополь в бою и труде» 41-65 год, он уникален чем? Тем, что он повествует о подвиге многонационального Севастополя, потому что коренных жителей, в принципе, не осталось после войны, но приехали люди из всех регионов Советского Союза. Кстати, около 2000, мы проводили исследования, около 2000 представителей чувашского народа участвовали в восстановлении Севастополя. У нас есть очень мощная община чувашская, которые тоже приносили нам в библиотеку вот материалы о своих предках, родителях, отцах, дедах, и эти материалы нашли вот отражение. Это не просто сборник фотоматериалов, каждая фотография описана, и оба издания снабжены научными статьями, которые рассказывают, не буду об этом подробно останавливаться. Мы этим гордимся, скажем так. Издание не самодельное, издание абсолютно достойное. Печаталось оно в издательстве «Белый город» в городе Белгороде, поэтому, серьезно. Кстати, в Российскую национальную мы тоже передавали эти издания. Через судьбу людей разных национальностей мы проследили живую историю, которая отражает связь времен и народа. В процессе работы в научный оборот были введены даже новые документы, фотоматериалы, которые существенно дополнили сведения об уже известных или неизвестных, или малоизвестных исторических событиях в рассматриваемый период. И тоже не без гордости хочу сказать, что на общероссийском конкурсе Ассоциации книгоиздателей АСКИ наше издание в номинации победило в номинации «Лучшая книга о российской армии и флоте». Вошла в топ-10 лучших изданий. Вот так. Дальше, что мы делаем еще? За период 15-21 год нами было выпущено 94 библиографических пособия именно краеведческой направленности. Из них 14 календарей знаменательных памятных дат в привязке к нашему краеведческому компоненту, 5 буклетов, 5 сборников материалов научно-практических конференций. У нас есть научно-практическая конференция, которая называется «Библиотека, хранитель и проводник культурно-исторического наследия». В этом году, если все будет хорошо, мы будем уже проводить ее в 6-й раз. Очень, можно дальше полистать, очень интересный проект, которым я хочу с вами поделиться, называется «Севастополю во благо». Центр краеведения начал реализацию этого проекта о возрождении традиций севастопольского меценатства, о возрождении традиций меценатства на нашей земле. Мы прекрасно знаем, какие меценаты были в России, да? А были ли они в Севастополе? И вот началась работа кропотливая по изучению данной тематики. Да, они были, они пополняли фонды наших библиотек. Это были и адмиралы знаменитые, и тот же Нахимов, который передал свой заканчиваю. И сейчас у нас ежегодно проводится акция «Стань меценатом, подари книгу в библиотеке». Мы заказали специальный штамп с логотипом предприятия или инициалами дарителя, что очень стимулирует, так сказать, передавать книги в библиотеке. Не буду долго останавливаться. Экологическое краеведение представлено у нас проектом «Деревья как свидетели истории». И вот если 7 крыш, то 100
всего 100 деревьев осталось на территории Севастопольского региона после войны. И наши краеведы по инициативе библиотеки начали обследование этих деревьев, которые называются деревья-патриархи. Дереву, которому более 100 лет, это дерево-патриарх. Вот 100 деревьев, проводили обследование, описание вместе с экологическими службами, со структурами правительственными, ставили таблички, проводили всевозможные акции экологические. И опять-таки это не просто мероприятие ради мероприятия. Наравне с новички работали вместе с нашими, так сказать, специалистами. Ну вот просто не могу сказать, Малахов курган — это для нас свято. Дерево называется миндаль огненных лет. Вот после вот этого напалма военного на Малаховом кургане, где сражались Нахимов, Корнилов, Лазарев, наши знаменитые адмиралы, осталось выжженное дерево с маленькой вот такой веточкой миндальной, 20-30 сантиметров, не больше. И вот смотритель, там какой-то добрый человек увидел почечку. И вот он сделал все, чтобы от этой почечки, от этой веточки дерево возродилось. И оно действительно возродилось. Вот он называется миндаль огненных лет. Оно сохранено. И для нас это как бы большая память. Кроме этого, конечно, дубы, которые помнят там Палласа и так далее, и так далее. Чем завершилось? Вот мы всегда говорим, а чем же завершилось? В 2018 году состоялся круглый стол в Совете Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. И по нашей инициативе 2 деревьям Севастопольского региона было присвоено звание, как они называются, старовозрастных деревьев России. Вот всего их 400, 2 из них, так сказать, представлены Севастопольским регионом. Для нас это важно. Этнографическое краеведение. Конечно, Севастополь всегда был русским. Мы не стояли на коленях при Украине, это правда. Тот, кто хотел работать и развиваться, тот работал и развивался. И мы всегда чувствовали себя сопричастными к русскому миру, к России, к русскому сообществу. Но мы были военным городом-крепостью, у нас были свои особенности, и мы очень мало знали о тех регионах Российской Федерации, которые вот так богато представляют свою культуру. Просто по-хорошему за вас вот радуюсь. И, то есть открылись двери, мы хотели рассказать о себе, о своей героической славе, но в то же время мы очень хотели как бы почерпнуть информацию вот от вас, о чем же живете вы, какие национальные традиции, обычаи. И родился совместно, я тоже не услышала здесь, есть ли у вас социально ориентированные организации. Вот 3 года назад мы создали при в своем учреждении 2 СОНКа, благодаря которым мы уже выиграли 2 президентских проекта, там несколько субсидий местных, фонд «Русский мир», ну и так далее. Вот такой простой, казалось бы, проект. Назывался он «Серебряный сундучок». Почему серебряный? Потому что рассчитан на людей серебряного возраста, предпенсионного, пенсионного, по вовлечению их в социально-досуговую культурную жизнь города. Серебряный сундучок, первый проект пошел, бабушкины куклы. Мы доставали из серебряного сундучка, условно, да, куклу, народную игрушку, куклу. В этом нам очень, кстати, помог Государственный русский музей. В 2017 году мы заключили соглашение с Гусевым, у нас медиатека уникальная. Мы слушали лекции, мы смотрели картинки, а потом провели мастер-классы среди людей пожилого возраста в интернате для престарелых и инвалидов в Севастопольском. Мы занимались вот этой мелкой моторикой, попутно мы рассказывали куклы-столбушки, куклы-мотанки, куклы, которые представляли вот Орловскую, Воронежскую губернию, Брянщину. Очень интересный был проект. Потом пошло масштабирование, и мы уже сделали второй проект, который тоже поддержан грантом. Это «Серебряный сундучок. Бабушкины сказки». А здесь уже семейные ценности. И уже русские народные сказки, прочитанные вместе с бабушками для маленьких внучат своих. Да, все. Это этнографическое. Литературное краеведение, конечно же, это все то, что связано с нашими выдающимися, ну это бабушки, все бабушки, с нашими выдающимися личностями, которые бывали в Севастополе. Это совместно, полистайте, городской проект, вот такие сетилайты, вот на средней картинке, по согласованию с правительством Севастополя были установлены по центральным улицам, по кольцу города, на предыдущей фотографии, где
где были фотографии и цитаты из тех произведений, которые были посвящены Севастополю, ну и так далее. «Вдохновленный Севастополем» он назывался. Последний проект, который сейчас в июле уже стартует 3-й раз, «Книжный бульвар Севастополя». Поскольку везде ограничения, к нам с удовольствием едут издательства из регионов. Порядка 40 уже заявок мы получили. И вот с 19 по 24 июля на пешеходной зоне от Центральной городской библиотеки до Матросского клуба состоится большая книжная ярмарка, которая сопровождается литературным фестивалем. Я вас всех приглашаю принять участие со своими книжными изданиями. Приезжайте в Севастополь, мы будем вам очень рады. Ну и как бы подводя итог, я хочу сказать, что наша региональная информационно-библиотечная система, ее головная библиотека, безусловно, задают вектор библиотечного развития в регионе. Впереди у нас очень много планов, и мы надеемся, что эти планы позволят нам еще очень долгое время оставаться востребованными и интересными. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. Мы очень рады тому, как мощно вы живете. Да. Впечатляет, конечно. Картина впечатляет. Есть ли у нас вопросы какие-то? Что-то, может быть, особенно заинтересовало? Может быть, не по проекту, может быть, просто о нашей жизни, как мы вот, ну мы какие мы вот. Очень интересно было слушать, как будто мы оказались там, в Севастополе, и вы экскурсоводы, прям как У нас библиотекари и экскурсоводы, и всевозможные, то есть такие многофункциональные. Скажите, пожалуйста, книжная коллекция 80 тысяч названий по краеведению, это откуда, это что? Это книги, которые имеют отношение к истории, к личностям именно Севастополя. Это электронная библиотека? Нет, это не электронная библиотека. Это фонд, реальный фонд? Да, это реальный фонд. Это 80 тысяч, это реальный фонд. А электронная библиотека есть у вас, у нас краеведческая? Есть каталог, Нет. Есть картотека. У нас Электронная краеведческая библиотека есть ли у вас? отсканированные книги по краеведению вы имеете в виду? Ну, она не только книги. Нет еще, а будете делать? Мы начали это делать, да. Вам пора. Ну, да. У нас очень много задач стоит, поэтому мы знаем, что это нужно. Вам пора, тогда отдельно поговорим. Хорошо, да? спасибо. У меня вопрос. Да. Вы сказали, что у вас 2 организации некоммерческие вы создали. Это как бы библиотека создала? Это лично моя инициатива, лично я их возглавила, и лично я как директор увидела перспективу развития. То есть если иссякает источник бюджетного финансирования, значит открывается другой источник. И мы пошли по этому пути. Я вам тоже всем рекомендую это сделать. Вы на себя это взяли. А больше некому. Вот, ну как бы у нас никто не хочет. Вы все говорите, нет, вы знаете, надо зажечь и надо повести, надо поставить в такие условия, что это необходимо. Я начинала абсолютно одна с человеком, который... У меня 250 человек в системе, но я начинала с человеком вне нашей системы, потому что никто не хотел и не знал. А теперь все хотят. Спасибо большое. Региональная общественная организация Севастопольского общества русской культуры, это не община русская, да, а общество русской культуры. Люди разных национальностей, которым дорога, близка. Вот. И вторая Севастопольская библиотечная ассоциация. А сейчас уже создали 3-ю, это Центр инклюзивной культуры. Спасибо большое. Нам надо двигаться дальше. У нас сейчас будет коллега из Карелии. Мы немножко переставили, там есть причины. Так, я объявляю доклад, который у нас сейчас последний. Он удаленный. У меня вопрос. Так, Ирина Владимировна Шустрова, Национальная библиотека Республики Карелия. Водопад Кивач как экскурсионный объект на страницах... Вопрос? Извините. Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Но у меня вопрос не по той теме, не по докладу, а я просто хотела спросить, когда же наш доклад? Это Республика Ингушетия, Национальная библиотека. Ну, по времени, да. По времени нам постараемся. сказали, что наш доклад 14:30. У нас не было такого расписания, нет. Да? Ну, нам Подождите, сказали. пожалуйста. Так, давайте. Значит, сейчас доклад Ирины Владимировны Шустровой «Водопад Кивач как экскурсионный объект» на страницах журнала «Карело-Мурманский край» в 1920-е годы. Коллеги, всем регламент. Регламент. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Вы меня слышите? Да, да.
У меня был видеодоклад, он был прислан. Можно его запустить, Да, а потом пожалуйста. я отвечу Включаем на запись. вопрос. Где же видео? Так. Есть? Добрый день, уважаемые. Как дела там? Тема моего сообщения – водопад Кивач как экскурсионный объект на страницах Так, ну давайте смотрим. Беломурманский край. 1920-е годы. Образование в 1923 году автономной Карельской ССР повысило национально-государственный статус края. Стабилизация политической обстановки создала благоприятные условия для развития краеведения. Тогда же были созданы краеведческое общество при музее республики и кабинет краеведения Губернской библиотеки читальни. Надежда Михайловна, ничего не слышу. 1923-1924 годов в материалах местной периодической... Давайте я, может, попробую тогда запустить свою презентацию и можно вам рассказать. Это будет проще через демонстрацию экрана. Секундочку, подождите, пожалуйста. Ну все, я уже готова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конечно, было бы очень хорошо, если бы вы посмотрели мое видео, да. Я хотела бы сказать, что это очень сокращенный вариант полного выступления, которое уже было, и оно прошло на местной, на республиканской конференции, но очень бы хотелось вас всех познакомить с нашей жемчужиной экскурсионной Республики Карелия. Водопад Кивач, он известен не только у нас в Карелии, да, но и за пределами. Поэтому, как и уже было сказано, тема доклада моего – это водопад Кивач. Ирина Владимировна, ничего не получается, ничего не видно и не слышно. Вот, давайте тогда кого-то пропустим, я попробую настроить, Давайте, да? хорошо, Или... да, давайте. Так, коллеги, тогда мы пропускаем. Немножко у нас нескладно получается. У нас доклад сейчас Натальи Николаевны Мисиной, детско-юношеская библиотека Министерства культуры Чувашии, заместитель директора электронная библиотека писателей Чувашии детям от идеи до реализации. Напоминаю о регламенте. У нас положение просто отчаянное. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сразу в бой расскажу о том, что в прошлом году Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека стала победителем конкурса грантов на присуждение грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Победу нам принес проект по созданию электронной библиотеки писателей Чувашии детям. У меня подготовлена презентация, я прошу обратить на нее внимание. Вот. Итак, с чего же все начиналось? Идея нашего проекта лежала на поверхности. В 2002 году коллектив нашей библиотеки создал базу данных полнотекстовую писателей Чувашии детям. Она ежегодно пополнялась, актуализировалась, была размещена на сайте нашей библиотеки как неотъемлемая часть нашего сайта и включала более 3500 виртуальных страниц, около 2000 произведений 75 чувашских писателей и поэтов.
Этим ресурсом пользовались как дети, так и взрослые. Конечно, за почти 20-летнюю историю и за 20 лет появились новые привлекательные сервисы продвижения чтения. И, к сожалению, вот устаревший интерфейс нашей базы, ограниченные возможности использования полнотекстовых материалов, отсутствие интерактивности, недоступность для слабовидящих, все это не способствовало привлекательности, снижало интерес к чтению, и мы поняли, что нашему ресурсу нужна перезагрузка. И только президентский конкурс нам представил возможность изменить ситуацию коренным образом. Авторы проекта Наталья Мисина и Наталья Громова поставили перед собой цель создать электронную библиотеку «Писатели Чувашии детям» как основную неотъемлемую часть единого культурного пространства нашей республики. Готовый проект мы, конечно же, детально проанализировали существующий ресурс, составили полный перечень всей необходимой и размещенной в ней информации. Я прошу пока не торопить слайды. Значит, мы, кроме этого, изучили все наиболее крупные существующие электронные библиотеки, адресованные детям, широкому кругу пользователей, их преимущества, достоинства. И, конечно же, особое внимание уделили правовым документам, которые регламентируют порядок создания, структуру электронных библиотек. И нам помог, конечно, ГОСТ Р7096-2016. Конечно, кроме этого мы продумали дизайн, структуру электронной библиотеки, такой, какой мы его видим. Затем провели экспресс-опросы, изучили отзывы наших пользователей, какой электронную библиотеку видят наши читатели. И было не просто преобразовать базу данных в электронную библиотеку, но сделать ее привлекательной прежде всего для наших детей-читателей, и, конечно, их родителей, для наших коллег, краеведов. И кроме этого, мы хотели обогатить ее дополнительными материалами, аудиозаписями произведений, виртуальными играми. И поэтому мы определили перечень всех необходимых сервисов, затем соизмерили имеющиеся ресурсы. Это и материально-техническую базу, кадровую и бюджет рабочего времени. Значит, что касается материально-технической базы, у нас уже имелся комплекс планетарного сканирования, он был освоен и использовался в работе. Нам не доставало лишь мощного компьютера и соответствующего программного обеспечения и кое-каких технических средств для осуществления аудиозаписи своими силами. Так, я прошу тоже пока не торопить события. Мы рассчитали затраты на приобретение оборудования, оплату телекоммуникационных услуг, услуг IT-компаний по созданию электронной библиотеки, ГТРК Чувашии по оплате, по аудиозаписям произведений чувашских писателей и поэтов, и также оплату труда членов коллектива. И хотя проект на первый взгляд был чисто технологическим, большую часть работ предстояло сделать нам, библиотечным специалистам. Это и разработка и заключение договоров, подготовка тех заданий, приобретение технических средств, конвертация, оцифровка материалов, самый трудоемкий, самый рутинный процесс. Ну, конечно, аудиозапись не только профессиональной студии, но и силами наших ведущих специалистов. Конечно, подготовка презентации электронной библиотеки и затем подготовка содержательных, аналитических и финансовых отчетов. Все эти работы были отражены в разрабатываемом проекте, его календарном плане. Затем пакет документов был отправлен на конкурс. И уже в мае 2020 года распоряжением президента Российской Федерации номер 116 РП директору нашей библиотеки был присужден грант президента Российской Федерации в размере 1 миллиона рублей. Началась реализация проекта, был подписан договор с грантодателем, им выступило Министерство культуры Российской Федерации, началась работа, в которой был задействован без исключения весь наш коллектив библиотеки. Сначала были решены организационные юридические вопросы с правообладателями и преемниками. Для этого были разработаны оферта, дополнительно к ней прикреплены бланки акцептов, списков произведений, согласий на обработку персональных данных правообладателей, и приглашены поэты, подписаны договоры. Одновременно осуществлялись закупки техники, приобретен персональный компьютер, внешняя звуковая карта, микрофон для определения
уровня исполнителя проекта составлены брифы и направлены IT-компаниям, которые затем при получении ответов в виде коммерческих предложений были проанализированы по принципу соотношения цены и качества. И затем подписание договора с победителем подтвердило участие в проекте. Во время подготовительного этапа также был заключен договор с ГТРК «Чувашия», а также по специально составленному графику началось озвучивание литературных произведений самими авторами профессиональной студии звукозаписи, и всего здесь было записано 130 произведений 30 чувашских писателей-поэтов. Одновременно ведущие специалисты нашей библиотеки стали озвучивать литературные произведения на новом комплекте о технике и одновременно записывать произведения в аудиоформате. Кроме этого, рабочие группы у нас проводили оцифровку, конвертацию документов. И забегая вперед, хочу сказать, что не обошлось, конечно, без некоторых ошибок, недостатков, потому что приходилось порой сканировать по нескольку раз, перепроверять полноту представленных документов, информации, грамотность, соответствие предъявляемым требованиям. И порой приходилось вносить некоторые изменения в структуру электронной библиотеки. Но, как оказалось, это не было единственной трудностью, непростым делом стала и разработка интерфейса электронной библиотеки. Нам хотелось, чтобы он был узнаваемым, ярким, одинаково нравился и малышам, и взрослым пользователям, был современным и при этом как можно дольше не устаревал. Мы привлекали к работе и дизайнера IT-компании, и предлагали свои эскизы, приглашали волонтеров-студентов, и прошло немало встреч, обсуждений, прежде чем в результате победила национальная цветовая гамма и символика чувашской письменности. А программисты IT-компании приступили к формированию, наполнению электронной библиотеки согласно техзаданию путем переноса нашей информации в электронную библиотеку. И уже через 5 месяцев с начала работы началось тестирование ресурса. Творческая группа проекта подготовила презентацию электронной библиотеки, которая была проведена и представлена широкой общественности в ноябре в деловом центре, в ID-центре интерьера и дизайна делового центра «Республика». Это событие было финансово поддержано Министерством культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики. В качестве места проведения данная площадка была выбрана не случайно. Решение было продиктовано сохранением необходимости проведения комплекса профилактических мероприятий, запретом на проведение массовых мероприятий в учреждениях, обслуживающих детей и подростков. Несмотря на это, участниками презентации стали более 40 человек. Это партнеры проекта, писатели, поэты, книгоиздатели, художники, иллюстраторы и известные общественные деятели нашей республики. И кроме этого, праздничное торжество открылось ярким выступлением народного ансамбля детского народного танца «Суваряты» и студентов Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. И здесь впервые вниманию присутствующих была представлена электронная библиотека писателей Чувашии детям. Ее адрес, так как это самостоятельный сайт, pchd21.ru. На сегодня электронная библиотека включает 1823 произведения для детей, 80 чувашских писателей и поэтов в текстовом и более 150 произведений в аудиоформатах. Пользователям предлагается для онлайн-чтения оцифрованные тексты произведений как на чувашском, так и на русском, а в ряде случаев на английском языках. И, конечно, для удобства пользователей электронной библиотеки все произведения сгруппированы по нескольким разделам. Это периодизация, авторы, жанры, почитаем, послушаем, поиграем. Как вы видите, везде представлен параллельный перевод на чувашский язык. В первый раздел периодизации вошли несколько подразделов, которые также представлены на слайде. Необходимый следующий слайд. Устное народное творчество содержит произведения для детей дошкольного, начального, школьного возраста. Это загадки, пословицы, поговорки, сказки, предания чувашского народа, в том числе в авторском изложении чувашскими писателями. А произведения известных чувашских писателей и поэтов разных времен представлены в алфавите авторов в 3 подразделах. Это конец 19-го, начало 20-х веков, 20 век, конец 20-го и начало 21 века. С творчеством начинается
начинающих писателей-поэтов Чувашии, лучших участников, победителей республиканского конкурса литературного творчества молодых «Открываем новые имена». За всю историю его существования можно ознакомиться в одноименном подразделе. Лучшая книжная продукция для детей издана в Чувашии за последние 2 года, отражена в подразделе «Книжные новинки» и, по сути, уводит в интернет-магазин Чувашского книжного издательства. В разделе «Авторы» материал представлен в алфавите имен авторов. Открывая страницу писателя, можно ознакомиться с его произведением, биографией, краткой характеристикой, библиографическим списком литературы и, конечно, с его книгами и произведениями. В разделе «Жанры» представлены произведения, вошедшие в электронную библиотеку, они сгруппированы по нескольким подразделам, которые вы также видите на слайде. В каждом из них произведения размещены в алфавитном порядке. В разделе «Почитаем» для удобства тексты приведены в популярных для чтения в 3 форматах FBB2, DOC и TXT. Имеется возможность скачивания текстов, репостов понравившихся произведений в социальных сетях. Одновременно на каждой странице есть возможность поиска по автору, названию произведения, и помимо текста произведения здесь есть возможность ознакомиться с книгой, ее иллюстрациями, списком литературы об авторе и его биографией. Любителей аудиокниг, любителям адресован раздел «Послушаем», в котором как раз и собраны аудиозаписи произведений для детей, озвученных как авторами, так и ведущими специалистами нашей библиотеки. А поразмышлять о прочитанном и одновременно проявить свои творческие способности позволяет раздел интерактивного взаимодействия «Поиграем». Материалы раздела, к примеру, раскраски приглашают раскрасить изображения популярных героев чувашских детских книг. И примечательно, что здесь собраны раскраски разной сложности, позволяющие подобрать вариант в зависимости от возраста ребенка. Каждая иллюстрация отражает национальный колорит, содержит элементы чувашской вышивки, чувашского костюма. И в помощь пользователям предложена инструкция для активации раскраски. Главное требование – установка флеш-плеера. Собрать виртуальные пазлы, изображающие книги писателей-поэтов Чувашии, можно под разделы «Пазлы». При необходимости оригинал картинки можно перетащить на экран или поставить на задний фон, вызвать помощь, а также поделиться в социальных сетях полученным результатом. В подразделе «Кроссворды» представлены кроссворды по мотивам чувашских сказок на русском и чувашском языках. В настоящее время электронная библиотека доступна через интернет. Она адаптирована для чтения с мобильных устройств. И, кроме этого, адаптирован для просмотра слабовидящими. Доступ к электронной библиотеке для пользователей сети интернет осуществляется в соответствии с действующим законодательством об авторском праве. И таким образом, с уверенностью можно сказать, что электронная библиотека писателей Чувашии детям сегодня является позитивным контентом для семейного досуга и даже частично решает проблему комплектования библиотек детскими книгами чувашских авторов на русском и национальном языке. И нас вдохновляют первые отзывы об электронной библиотеке, один из них представлен на слайде. Конечно, сегодня работа по национальной библиотеке, она продолжается в не меньшем объеме, потому что запланировано создание дополнительных страниц произведений из размещенных книг, озвучивание и размещение аудиозаписи, она также продолжается. В скором времени, в течение года мы это все потихонечку насыщаем, пополняем. Увеличится и количество оцифрованных изображений, обложек, иллюстраций из книг чувашских писателей-поэтов. Увеличится и число кроссвордов, пазлов, основой для которых стали произведения наших чувашских писателей-поэтов. Конечно, остались еще некоторые недоработки. Мы работаем над их устранением и будем рады, уважаемые коллеги, вашим конструктивным предложениям, замечаниям, советам дружеским по дальнейшему развитию нашей электронной библиотеки. На этом я хотела бы закончить свое выступление, готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, есть ли у нас вопросы? Вот как хорошо, что блестящие доклады ближе к концу, когда у нас мало времени. Да? Ну, я думаю, коллеги, наверное, знают о нашем проекте, потому что на странице журнала «Современная библиотека», по-моему, в майском номере уже вышла публикация, там мы детально все это описывали. Вот. Поэтому тоже... Спасибо большое. Спасибо. Мы в жестком цейтноте. Значит, нам придется попереставлять дальше. У нас есть удаленные коллеги, которые уже волнуются.
Поэтому, если у нас на связи сейчас коллеги из Ингушетии, Зарема Мухтаровна Евлоева, есть? Да. Давайте тогда. Исследование и продвижение переводческой деятельности в ингушской Да, литературе в рамках проектов Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Пожалуйста. Время у нас ограничено. Так, пожалуйста, мы слушаем. Тоже ждали. Добрый вечер. Да, добрый вечер, начинайте. Национальная библиотека Республики Ингушетия, заведующая национально-краеведческим отделом Зарема Евлоева. Я отсылала видеоролик со своим выступлением, потому что часто бывает, что связь плохая. Надеюсь, что организаторы, они обещали мне, что поставят ролик. Да, сейчас поставят. Спасибо. Звук. Тема моего выступления – это исследование и продвижение переводческой деятельности в ингушской литературе в рамках проектов нашей библиотеки. Во все времена диалог культур осуществлялся посредством переводов литературных произведений, что оказывало огромное влияние на развитие мировой литературы в целом. Переводческая деятельность через литературные произведения способствует толерантному отношению друг к другу и сближению различных культур, кажущихся порой полярными. Ничего не слышно. Где не слышно? Кто это сказал? Где не слышно? Для Национальной библиотеки Ингушетии приоритетным направлением деятельности является популяризация ингушской литературы, а представление произведений национальных писателей на других языках есть одно из условий выполнения этой задачи. С этой целью систематически проводятся исследования по формированию полнотекстовых ресурсов произведений ингушских писателей, переведенных на другие языки, а также переводы произведений других народов на ингушский язык. В практике продвижения ингушской литературы и развития переводческой деятельности библиотекой проводятся конкурсы стихов, эссе, а также конкурсов переводов ингушских поэтов на русский и другие языки. Широко используются цифровые технологии в продвижении литературных произведений национальных авторов, что находит отклик не только у молодого поколения, но и у представителей всех возрастов, социальных слоев. Библиотека проводит исследования по формированию библиографии и полнотекстовых ресурсов творчества классиков русской литературы в переводе на ингушский язык. Проведен крупномасштабный исследовательский и издательский проект «Русская классика в переводе на ингушский язык», который представлен в 3 томах. Собраны оригиналы и переводы произведений русской классической литературы XIX и начала XX веков, выполненные ингушскими писателями в различные периоды становления ингушской литературы. В антологию вошли произведения 22 русских поэтов и памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Отдельным изданием вышел труд «Пушкин на ингушском языке», в который вошли тексты и библиография переводов произведений Пушкина и посвящение ему на ингушском языке. Это около 60 переведенных поэтических произведений и 11 посвящений. В издании также включены тексты неопубликованных переводов разных авторов стихотворения «Я помню чудное мгновение», которые тоже были сделаны в рамках проекта Национальной библиотеки.
Исследована и сформирована полнотекстовая ресурсная база переводов произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. Также собрана библиография произведений поэта в переводе на ингушский язык. В нее включены также и посвящения ингушских авторов великому поэту. В рамках реализации программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации вышли в свет антологии «Современная литература народов России» в 4 изданиях. Это антология «Детская литература», антология «Поэзия», антология «Проза» и антология «Драматургия». Эти антологии объединили в себе творчество поэтов и писателей нашей многонациональной страны, что очень ценно как для развития литературы и языков российских народов, так и в деле укрепления межнациональной дружбы, единения и взаимопроникновения различных культур. Привлечение директора МБРИ Радимы Газиевой в качестве члена Федерального редакционного совета программы способствовало огромному участию ингушских авторов в этом масштабном, не имеющем аналогов по охвату представленных языков и произведений проекте. В нем среди множества произведений народов России представлено 15 ингушских авторов и 56 произведений ингушских авторов в переводе на русский язык. Среди представленных ингушских авторов есть и сотрудник нашей библиотеки Ашат Кадзоева, ее стихи. Национальной библиотекой нашей также проведен международный, межнациональный проект «Идрис Базоркин из 7 веков». Это запев из романа, сборник одного стихотворения. В нем представлены переводы на языки народов мира запева из романа Идриса Базоркина из 7 веков, как я уже сказала. Роман был написан на русском языке, в книге представлен 21 перевод запева на 17 языках мира. В этом стихотворении проявилась подлинная интернациональность писателя. Автор говорит о братстве народов, поднимая читателя от множества языков к единству человеческой речи. Работа с запевом была продолжена в сетевом формате к 105-летию Идриса Базоркина. Был осуществлен проект, по которому создан видеоролик, который имел большую популярность. Большой интерес у пользователей интернета вызывают вообще сетевые проекты нашей библиотеки по пропаганде национальной литературы и интеграции ее в общероссийское культурное пространство. Среди них хотелось бы назвать народный марафон «Мой Джамалдин» о классике ингушской литературы Джамалдине Янгиеве. В рамках марафона люди разных возрастов, интересов и социальных слоев читали на камеру стихи поэта. Этот марафон имел резонанс. Было получено свыше 100 роликов. Стихи Янгиева прозвучали в самых разных точках России, в том числе и на Северном полюсе. Хочется также отметить малую поэтическую антологию «Ингушская лира. Современная поэзия Ингушетии» в литературных переводах на русский язык. В этой книге представлено более полусотни имен, пишущих на ингушском языке поэтов, как хорошо известных за пределами Ингушетии, так и пока неизвестных. Замечательные переводы произведений ингушских авторов выполнили переводчики Владимир Бояринов, Владимир Силкин, Валерий Латынин и другие. Национальная библиотека Ингушетии и в этом проекте представлено творчеством замечательного поэта, главного библиографа нашей библиотеки Кадзоевой Ашат, чья поэзия, как уже отмечалось выше, включена также и в антологию современной литературы народов России. Распространение информации с помощью книг, участие в издательских проектах, в которых публикуются произведения в переводе на другие языки, использование новых информационных форм библиотечной деятельности – это вообще одно из важных современных направлений формирования культуры межнационального общения. Одним из новых проектов
в нашей библиотеке стал проект по представлению ингушской литературы и поэзии на европейских языках с привлечением владеющими ими молодых специалистов в библиотеке. Проект начали с поэтических произведений классика ингушской литературы, народного поэта Индиева Джамалдина Хамурзаевича, что и наносит наша библиотека. Залина Плеева, молодой сотрудник Национально-краеведческого отдела, перевела несколько стихотворений поэта на английский и немецкий языки. Расширение, углубление межкультурных коммуникаций стран и народов – это один из важнейших аспектов глобализации. При этом интеграционные процессы не могут служить основанием для отказа от признания суверенности и ценности каждого народа и его культуры. Библиотека, как социокультурный общественный институт, не может уйти или оставаться в стороне от этих процессов. Среди ее главных задач – привлечение пользователей и обеспечение доступности документального культурного наследия, представленного в фондах, развитие в библиотеках коммуникационной деятельности библиотек как центров взаимодействия культур. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое вам, Зарема Мухтаровна. Замечательная работа. И интересно, что как-то вы похожи, национальные библиотеки региона Северного Кавказа. Вы в одном направлении продвигаетесь, видимо, с соседями с Северной Осетии, которые очень много занимаются переводами, да, продвижением через переводы своей литературы. Какая-то очень гармоничная система у нас на Кавказе складывается в отношении продвижения своих литератур. Вот так вот во всем мире. Спасибо большое. Я сейчас спрошу, есть ли вопросы к вам? Как коллегия? Или понятно все? Спасибо большое. Очень хороший, информативный, четкий доклад. Мы теперь больше знаем о вас. У нас после меня выступает наша коллега Зарина Плиева, о которой я только что говорила в ролике. Мы дадим ей слово. Ну, давайте, да, давайте подряд. Коротко очень. Хорошо, давайте, да, давайте. Так, я объявляю следующий доклад. Залина Бекхановна Плиева. Вот, уже приходится менять очки. Так, новый проект Национальной библиотеки Республики Ингушетия по популяризации ингушской литературы, поэзии Яндиева в переводе на европейские языки. Пожалуйста. Добрый вечер. Да, темой данного сообщения выступает действительно популяризация ингушской литературы через произведение Индиева Джамалдина. Как вы уже и сказали, это основная наша работа в продвижении нашей национальной традиционной ингушской литературы через переводы. Хочу также подчеркнуть, что именно кавказские языки, выделяя свой ингушский язык, с которым я работаю, то есть ингушская литература, мне кажется, переводить на другие языки гораздо легче. То есть берем, например, опять-таки стихотворение Индиева Джамалдина, и его перевод на английский язык, он дается мне гораздо легче, потому что ингушский язык в данном случае, вообще кавказские языки, они относятся к эдативным языкам, и при этом работают два полушария мозга. И мне кажется, делать переводы именно с этих языков гораздо легче, и адаптироваться вообще к другим иностранным языкам бывает носителю тоже удобнее. Итак, у меня презентация. Сейчас. Видно ее? Нет, прислана не была. Не была. А видно? Ага.
Сейчас видно? Вашу презентацию. Все, я поняла. Поняли? Ну, Да. Да, отлично. Сейчас она... Да, сейчас, да. Вот, а теперь, да, поехали. Все, да? Видно, да, сейчас? Все прекрасно, молодцы. Так, вот новый проект НБРИ, то есть Национальной библиотеки Республики Ингушетия, популяризации ингушской литературы, как я и говорила, через поэзию Индивы Джамалдина. Итак, первым моим стихотворением, первое стихотворение, которое подверглось переводу, это было стихотворение Индивы Джамалдина «Барк Акядлу Бар». Сейчас я его зачитаю на ингушском языке и на других языках, ну, в общем, и объясню, каким методом перевода и как я, в общем-то, пользовалась всем этим, и что я использовала в ходе работы. Барик Акядлу Бар. Сигала морхыш эти, сказа малх акайла бал. Дегите пала эти, сирда барик алеша бал. Дилла хежиш хылчым, ляхта на малх акордбеббар, дилла белаш хылчым, барик Акядлу Бар. И теперь перевод на русский язык. Вообще, если переводить «барь-кядлу-бар», то переводится как «глаз бы устал». Но так как я воспользовалась больше художественным переводом, у меня получилось «и взгляд бы померк». Итак, тучи в небе порою собой заслоняют солнце, меркнет блеск в глазу от печали в сердце. Утомилась бы земля, если б солнце всегда сияло, померкла б и искра в глазу, если б смех лился без устали. И перевод на английский язык. If the eyes get tired when the dark clouds gather, the sun hides. When your heart is sad, the eye sparkle fades. If your eyes wouldn't blink, the sun would tire you out. If the laughter would always flow, your eyes would get tired. И, соответственно, на немецком языке. When the Augen müde werden, wenn sich die dunklen Wolken versammeln, die Sonne versteckt sich. Wenn dein Herz traurig ist, das Funkeln der Augen verloren. Wenn deine Augen nicht blinzen würden, die Sonne würde dich ermüden. Wenn das Lächeln immer fleißen würde, ihre Augen würden müde werden. Если мы берем, к примеру, перевод русского языка и хотим сделать на английский язык, то это получается гораздо труднее. Но так как я сразу же переводила с ингушского на английский язык, у меня это получилось гораздо легче. Например, берем ту строку, которую вот «Делла хежиш халчим». Если переводить дословно, то если бы вот без какого-либо пропуска, без какой-либо задержки, то есть всегда солнце бы сияло над землей. А у меня получилось это на русском языке: утомилась бы земля, если бы солнце всегда сияло. То есть оно, скажем так, без промежутка, без пропуска всегда согревает и светит над землей. А в других переводах, то есть в английском языке, у меня получилось совершенно наоборот. If your eyes wouldn't blink, the sun would tire you out. То есть если ты постоянно смотришь на солнце, твои глаза утомляются. То есть дабы передать художественный текст уже, скажем так, методом перевода более выразительным, я использовала немножко другую форму. И я сейчас просто поставлю вам видео следующего своего стихотворения. Просто просмотрите его, там идет уже построчный перевод как с ингушского, так на английский. Сейчас. Видно? Да. Все. И это, скорее всего, будет последнее. Да, красота.
красиво-то понятно. Ну там и фоном идут эти стихи, да. Господи. Ребята, ничего, сейчас, держитесь. Держитесь, люди. Да, красиво. Ага. Да. Лошадки. Угу. Коллеги, спасибо. Ничего не слышно. Простите, пожалуйста, у вас Алло. Ой, алло, алло. Подожди, не. Спасибо большое. Вас не слышно. Нас не слышно. Вас не слышно. Нас слышно? Ребята, Ингушетия Слышно? далеко, ну что вы в самом деле. Спасибо большое, коллеги. Мы поняли. Мы поняли, что вы... Да, увидели. Нам безумно хочется в Ингушетию, честное слово. Правда. Спасибо большое, вы молодцы. Мы вас приглашаем. Спасибо. Дорогие коллеги, мы вас поздравляем с юбилеем. Удачи вам. Всего хорошего. Очень было приятно участвовать в вашей конференции. Для нас это большая честь. Передаем большой привет с Ингушетии, с Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Спасибо за внимание. И дальше продолжить свою работу. Сейчас следующий доклад. Значит, добрые хозяева пропускают вперед гостей, раз мы вышли в лимит времени. Итак, сейчас Светлана Владимировна Кряжева, Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени Горького, заведующая отделом литературы на языках народов мира. Так, продвижение книг и чтения на национальных языках в общедоступных библиотеках Пермского края. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Сейчас запустится моя презентация. В последние годы растет интерес к возрождению народных и национальных традиций, и на территории Пермского края проживают представители 126 национальностей.
Этнический состав населения выглядит следующим образом. Более 80% составляют русские, и многочисленными сообществами являются сообщества татар 5,5%, коми-пермяков 4,5%, и чуть меньше на территории края проживает башкир, немцев, удмуртов, чувашей и марийцев. Библиотеки 27 муниципальных округов Пермского края и 4 государственные библиотеки имеют в своих фондах книги на языках народов, населяющих Российскую Федерацию. Всего на начало 2021 года насчитывается 127 033 экземпляра таких изданий, что составляет чуть более 1% от общего библиотечного фонда. Коренное население Пермского края составляют коми-пермяки. По данным переписи 2010 года их насчитывается чуть более 81 тысячи человек, в том числе в Коми-Пермякском округе проживает 57 тысяч человек. В 2020 году Коми-Пермякскому округу исполнилось 95 лет, и в муниципальных районах, где преобладает коми-пермякское население, в библиотеках имеются фонды изданий на этом языке. Например, в Кудымкарском районе таких изданий, вот на слайде все цифры видны, в Косинском, Качевском, Юсвинском, Гаинском, Юрлинском районах. А в Кудымкарской окружной библиотеке имени Лихачева 3,28% от общего фонда. Указом губернатора Пермского края в феврале 2010 года был учрежден День коми-пермякского языка, который отмечается 17 февраля и сопровождается в библиотеках многочисленными мероприятиями. Это и книжные выставки, просмотры, презентации, клубные и игровые программы по фольклору и коми-пермякским играм, викторины, литературные краеведческие часы, громкие чтения, творческие встречи с коми-пермякскими поэтами и писателями. С 2017 года в целях популяризации коми-пермякского языка и литературы проводится этнокультурная акция «Всеобщий диктант на коми-пермякском языке». Она приурочена ко дню коми-пермякского языка. В 2021 году такой диктант написали на 56 площадках, в библиотеках, клубах, культурно-досуговых центрах, в 10 муниципальных районах Пермского края, а также в Москве и Сыктывкаре. Общее количество участников составило 1135 человек. Осенью 2020 года педагогами дополнительного образования Качевского района был реализован интересный проект «Этнолего», который привлек 130 детей к современным технологиям лего-конструирования, программирования роботизированных устройств с использованием этнокультурного компонента. В Пермском крае издаются периодические издания на коми-пермякском языке. Это газета «Кама Кытшин», газета «Парма» и детский иллюстрированный журнал «Сизимок». Активную издательскую деятельность на коми-пермякском языке осуществляет Государственное учреждение культуры Коми-Пермякский этнокультурный центр. В Пермском крае проживает более 115 тысяч татар, из них более 27 тысяч проживает в Бардымском районе. В местах компактного проживания татар наибольшим спросом пользуются периодические издания и художественная литература на татарском языке. Больше всего таких изданий имеют библиотеки Бардымского района, 19% от общего количества фонда. Далее следуют район Уинский, Октябрьский, Кунгурский, Ординский и Лысвинский. Пользователи Барды имеют возможность получать от Республиканской специальной библиотеки для слепых в городе Казани говорящие книги на татарском языке. Неотъемлемой частью татарской культуры являются народные праздники, такие как Сабантуй, Ураза-Байрам, которые проходят в селе Янапаево Октябрьского района. На территории Прикамья издавна осуществляются активные контакты татар и башкир, а также совместные праздники, которые объединяют представителей разных культур. Среди татарских праздников следует отметить еще такие, как Курбан-Байрам, Навруз, День татаро-башкирской культуры, Планета толерантности в Соликамской ЦГБ.
Традиционным для Пермской краевой библиотеки имени Горького стало участие в форуме «Мусульманский мир», который проводится более 10 лет, и все эти годы библиотека открывала читальный зал и экспозицию редких книг по истории и культуре народов, исповедующих ислам. Среди книг, представленных на форуме в 2021 году, были издания XVIII – начала XX века, в том числе первые переводы Корана, перевод путешествий Плана Карпини, Асцелина и одна из первых грамматик старотатарского языка Троянского. На татарском языке издаются периодические издания, журналы «Юлдаш», «Гайгы-Учагы», «Сюинбеке» и газета «Тан». Удмуртское население в Пермском крае составляет 33 тысячи человек и проживает преимущественно на юге Пермского края, в Куединском, Еловском, Чернушинском и Карагайском районах. Сотрудники сельских библиотек Чернушинского района проводят праздничные вечера «Мы удмурты», на которых приглашают гостей из соседних деревень, знакомят с фольклором, старинными обычаями, народными играми. Проект «Мы живем по соседству» в библиотеке в селе Менделеево Карагайского района познакомил детей с языками, обычаями, традициями, культурой русского и удмуртского народов. В результате реализации проекта своими руками были изготовлены ростовые куклы в национальных костюмах. Чувашей в Пермском крае проживает 7124 человека. Они компактно проживают в селениях на юге Пермского края. И в деревне Дойное Куединского района работает национально-культурная автономия Чувашей Прикамья. Место компактного проживания 1500 марийцев – это деревни Октябрьского, Суксунского, Кишертского и Кунгурского районов. На территории Пермского края, в Соликамске, Краснокамске, Лысьве и поселке Октябрьский проживают российские... Переключилась? Не переключается почему-то. А что у нас тут с переключением? Так, да, хорошо. Проживают российские немцы, 6252 человека. Совместно с обществом российских немцев Возрождения библиотеки Краснокамска и поселка Октябрьский представляют читателям передвижную выставку «Немцы Урала». С 19 по 24 февраля 2021 года в 9-й раз прошла всероссийская открытая акция «Толес Диктат» по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Это бесплатная акция, может принять участие любой желающий, и этот диктант проводится с 2013 года. На протяжении 30 последних лет наша библиотека очень плотно работает с обществом российских немцев. На территории библиотеки мы встречаемся с интересными людьми, и это общество проводит все значимые немецкие праздники, такие как Пасха, Рождество, праздник урожая в стенах нашей библиотеки. В фонде на национальных языках нашей библиотеки представлено 786 изданий на 16 языках народов Российской Федерации и бывшего СНГ. Больше всего книг на коми-пермяцком и татарском языке. Все эти книги являются пожертвованиями или поступили как обязательный экземпляр. Библиотеки Пермского края достаточно активны в общероссийских мероприятиях по продвижению знаний о народах России. И в 2020 году библиотеки в 5-й раз приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», который проводится с 2016 года. Задания диктанта оформлены в виде теста, 20 вопросов общефедеральная часть и 10 вопросов региональная часть. В Пермском крае акция прошла на 107 площадках, и ее поддержали 4000 участников. И в заключении своего выступления несколько слов буквально скажу о книгах, которые выпускаются в издательстве «Маматов». Руководитель этого издательства Пермяк, но территориально это издательство находится в Санкт-Петербурге. И вот оно выпускает различные иллюстрированные книги о национальностях, которые проживают в Пермском крае. Так, все.
У меня все, если есть вопросы какие-то. Спасибо большое. Я хочу только вам сказать, что, конечно, вам светят хорошие отношения с нашим, вот с Шушаной Семиковной Жабко, с нашим отделом национальных литератур. Я думаю, что вы найдете возможность подключиться как-то к электронной библиотеке на языках. То есть, да, хорошо так, книгами, да, но попробовать работать с гораздо более обширными фондами нашими, да. И вообще это, кстати, всем. Я хочу сказать, любой маленькой библиотеке возможность подключиться к нашим фондам, предложить к оцифровке, не обязательно то, что есть, предложить к оцифровке то, что вам нужно, абсолютно бесплатно. Такая возможность есть. Коллеги, мы сейчас быстро собираемся, пока мы собираем, да, и нас ждет автобус внизу, да, значит, быстро собираемся, а пока вы собираетесь, я вас благодарю от всей души за замечательную работу, доклады, которые не прозвучали сегодня, да, доклады хозяев, переходят все на кемеровский семинар, ни один не потеряем. А?